Все, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы очень рады приветствовать вас сегодня на семинаре для учителей географии. Сегодня с вами будет работать наш партнер из издательства «Российский учебник» Ирина Леонидовна Солодова. Я думаю, что общение с этим человеком будет для вас очень полезным, и вы откроете для себя какие-то новые приемы работы, способы работы и сформируете у себя новые профессиональные компетенции. Успешной вам работы. У нас ведется трансляция, и если вдруг какие-то моменты вы захотите еще раз повторить и пересмотреть, все это можно будет сделать в видеозале на сайте Криру. Удачи! Да, но я хочу напомнить, что я буду недолго, а потом меня сменит моя коллега из освещения. Вот, так что сегодня у нас напряженная работа. Вот. Сегодня мы поговорим с вами о формировании функциональной грамотности, которая стала для наших учителей ключевой в повышении качества образования. Вот мы сейчас начали учебный Новый год нынешний, да, и вот первоклассники, которые пошли сегодня в школу, мы даже не знаем, к какому обществу, к чему они придут в 11 классе, когда закончат школу, да? Какие профессии будут тогда востребованы. По прогнозам на 2030 год появится новых 186 профессий. И вот как учить детей, чему учить детей, чтобы они были успешными в будущем, потому что для нас это уже фраза эта стала не расхожей, привычной. Мир меняется очень быстро, и, наверное, со временем мир меняться будет еще быстрее. И те навыки, которые мы, на те навыки, на которые мы сегодня не очень обращаем внимание в школе, считаем их не очень критичные и важные сегодня, наверное, будут востребованы к 2030 году. Поэтому все педагоги всего мира, они вот думают, что нужно сделать, как изменить образование, чтобы наши дети были успешными в будущем. Вот международный взгляд перед вами на результаты и образование. Какие навыки должен иметь человек в 21 веке? Это базовые навыки, которые ему пригодятся для решения повседневных задач. Вы видите эти базовые навыки перед вами, да? Это вот все виды грамотности, которые мы формируем в школе. То есть это все предметные результаты, которые тоже нашли отражение в наших стандартах образования. Это компетенции, то есть как учащийся с помощью этих умений, приобретенных в школе, смогут решать более сложные жизненные задачи. И это тоже коррелируется с теми метапредметными результатами, которые также прописаны в наших стандартах. Личностные качества, или мы можем сказать личностные результаты, которые мы должны воспитать ребенка за время работы в школе. Это и любознательность, и настойчивость, и лидерские качества, они пригодятся. И особенно любознательность будет нужна, потому что ребенок, вышедший в жизнь вот, в будущем, да, пусть даже раньше, чем 2030 год, ему придется учиться на протяжении всей жизни. Настолько быстро будет меняться обстановка в нашем мире в будущем. Вот обучение, непрерывное обучение на протяжении всей жизни, мы должны сообщать ребятам, наверное, с первых дней посещения их школы. И государственная программа, которая была принята в рамках национальной программы образования до 2025 года, это сохранить лидерские качества Российской Федерации в международных исследованиях, таких программ, как PIRLS и TIMSS, но это все относится к начальной школе. Мы это знаем, я вам покажу эти графики немножко позже. А вот в лидирующей позиции получить в международных исследованиях по оценке образовательных достижений ПИЗа, это перед нами стоит такая задача. И я еще хочу показать, что в конце прошлого учебного года был принят приказ,
и Министерство просвещения, приказ Рособорнадзора о методологии и критериях оценивания, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований. То есть мы теперь будем равняться на международные исследования. И вам в помощь есть две пока здесь у меня поместилось, 3 ссылки. 2 это ПИЗа для школ и Центры качества образования при Институте стратегии развития образования, которым руководит Ковалева Галина Сергеевна. И вы можете зайти сюда и посмотреть все вебинары бесплатно, чтобы поднять там свой методологический уровень по поводу международной оценки качества образования. И еще один, если предыдущий ПИЗа для школ все-таки на английском языке, то на сайте Федерального института оценки качества образования выложены открытые задания. Если вы сразу зайдете на главный сайт ФИОКО, то вот пример, как добраться, вот я показала, как добраться до этих открытых заданий ПИЗа на русском языке. Здесь по разным темам уже представлены. Но я хочу сказать еще, что если вы сразу наберете открытые задания ПИЗа ФИОКО, то вы сразу попадете на эту страницу. То есть есть более короткий путь. Учителя уже по-разному сюда заходят, разными путями, и уже смотрят и работают с этим. Но я хочу напомнить, что процедура оценки качества образования в России состоит не только из государственной итоговой аттестации, но посмотрите, уже и сравнительные международные исследования присутствуют в нашей практике. Да, это пока выборочно, вот, но все-таки присутствуют. Все остальные процедуры оценки качества образования вам известны, мы на этом не будем останавливаться сегодня. Ой, простите, пожалуйста. И да, вот, да что ж такое быстро так. Что учитывается в международных рейтингах качества образования, на которые мы сейчас будем равняться, для того, чтобы выйти на лидирующие позиции среди стран экономического развития? Процедуры опираются на данные различных исследований. Есть, значит, процедура проверки читательской грамотности. Это происходит на выходе из начальной школы раз в 5 лет. То есть мы у школьников начальной школы проверяем, как они научились читать и понимать текст, усваивать и использовать ту информацию, которую они видят в тексте. Следующее исследование качества образования — это математическое и естественно-научное. Это программа TIMSS, где проходят исследования раз в 4 года. И в исследовании участвуют учащиеся 4 классов начальной школы и учащиеся 8 классов. То есть через 4 года мы смотрим динамику, что происходит с учащимися, закончившими начальную школу, и как они дальше проявляют себя в основной школе. Ну, если у вас школа для углубленного изучения, то здесь принимают участие еще учащиеся 11 классов. Но это в основном общеобразовательные результаты, вот эти 2 программы проверяют. А вот функциональную грамотность, то есть то, как уже практически выпускники нашей школы могут применить свои знания, полученные в школе, в житейских ситуациях, в сложных ситуациях, не похожих на те задачи учебные, которые они решают в школе, это программа ПИЗа. И проходят эти исследования раз в 3 года. Вот что такое международная программа по оценке образования и достижения учащихся? Здесь принимают участие 15-летние школьники и проверяются сформированные, скажем так, умения в области математики, чтения и естествознания. Какая цель проверки? Умеют ли 15-летние школьники полноценно функционировать в нашем современном мире? Могут ли они решать задачи житейского характера в различных сложных ситуациях, как они могут находить решения и как они могут выстраивать отношения в социуме. Вот это все проверяется. Заказчиком этого исследования является Организация экономического сотрудничества и развития.
И проходят эти исследования раз в 3 года. Мы начали в этих исследованиях участвовать с 2000 года, и в 2018 году мы тоже проходили эти исследования. И вот на сайте, который я вам демонстрировала, такого нежно-салатного цвета, это сайт Института стратегии развития образования, вы можете там посмотреть уже результаты этого исследования в декабре 2019 года. Будут готовы и проанализированы эти результаты, и вы можете поучаствовать в бесплатном вебинаре, который, скорее всего, будет проводить Галина Сергеевна Ковалева. Следующее исследование, это 2021 год. Но вы видели, что программа у нас до 2025 года, да, развития образования. То есть у нас в 2024 году еще будет один цикл этих исследований. Вот в этом, видимо, к 2024 году мы должны подготовить своих учащихся уже в надлежащем виде, чтобы они достойно выступили на этом форуме или на этом международном исследовании. Так в чем суть понятия функциональной грамотности? Лучше всего об этом сказал педагог, психолог Алексей Алексеевич Леонтьев. Он дал определение функциональной грамотности, раскрыл это определение. И оно заключается в том, что функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. То есть функциональная грамотность – это способность человека функционировать во всех сферах нашей жизни и взаимодействовать с внешней средой, максимально быстро адаптироваться к изменениям внешней среды и так далее. И вот что такое ключевые компетенции функциональной грамотности, этот слайд перед вами. Это, опять же, мы возвращаемся к определению. Да? Это способность взаимодействовать с окружающим миром. Это способность решать учебные житейские задачи и не быть, скажем так, человеком, никчемным лишним человеком в этой жизни, понимать, что от тебя требуется, и на основе этих знаний, которые ты получаешь в школе, решать все те сложные задачи, которые перед тобой будет выставлять жизнь. Готовность и способность строить отношения в социуме тоже очень важно. Ну и, конечно, владеть рефлексивными умениями, то есть на основе этих знаний выстраивать свои пути решения, находить новые знания и таким образом достойно функционировать в нашей жизни. Значит, эта презентация, вы можете не записывать, презентация она на рабочем столе, и вы потом встречаете с разрешением работников института. Итак, ключевые компетенции функциональной грамотности, если вы внимательно посмотрите и прочтете их, да, то это, в общем-то, все те вещи, которые мы записываем в цели урока. Да? Предметные, особенно здесь метапредметные личностные результаты, которые мы тоже воспитываем, но все-таки ударение мы делаем на предметные результаты, на эти как-то вещи, на метапредметные личностные, мы обращаем внимание меньше. Но вот задача теперь стоит перед нами такая, что на основе предметных результатов мы таким образом задания должны подбирать, чтобы мы детям дали и теоретические знания, но при этом теоретические знания должны получать ребята при формировании еще и вот этих воспитательных функций, как мы раньше говорили, да, личностных результатов и метапредметных, чтобы к концу, на выходе из школы, у нас появилась вот такая вот функционально грамотная личность. Человек познающий, человек, умеющий жить среди людей, и человек самостоятельный, который самостоятельно может решать все свои жизненные проблемы, не надеясь на помощь извне. Не секрет, что сейчас среди молодых людей много вот таких инфантильных, да, молодых людей, которые живут, у моих друзей есть такие дети, и уже не знаю, что делать. Уже человеку лет по 30, а он все ждет, что кто-то придет и разрешит все их проблемы. Вот если бы в него вложили деньги, то он бы такие показал высоты программирования, о которых еще человечество даже не видело и не знало. А сам при этом ничего не может делать.
и индикаторы функциональной грамотности. Потихонечку на своих уроках мы все равно этому учим. Не только вот читательской, математической, естественно-научной грамотности, но и компьютерной, без которой уже наша жизнь немыслима. Основы юридической, экономической, экологической грамотности тоже мы преподаем на уроках. Грамотность в вопросах здоровья, грамотность в вопросах семейной жизни, так или иначе, косвенно, вот при, наверное, в некоторых темах при формировании учебных заданий эти вещи тоже должны присутствовать. И что теперь такое естественно-научная грамотность? Вот переходим к этому. Естественно-научная грамотность, вот, ну, это примерно то же самое, что и грамотность, когда мы просто отдаем ребенка в начальную школу и учим ребенка читать, писать, считать. Для чего? Тоже для того, для нормального функционирования в нашей жизни. Да? Естественно-научная грамотность – это грамотность в вопросах различных областей естественных наук, где человек, обладающий данной видой грамотностью, должен участвовать аргументированно в обсуждении данных проблем. Он может научно объяснять различные явления, оценивать и планировать научные исследования, научно интерпретировать данные в данных областях и делать выводы или строить научные доказательства. И какие три группы умений, характеризующих естественно-научную грамотность, проверяются при международных исследованиях? Это учащиеся, участвующие в этих международных исследованиях, должны объяснять или описывать естественно-научные явления на основе имеющихся у них данных, то есть понимать, к какой области естественных наук относится то или та или иная проблема или описанное явление в данном контексте, и хорошо в этом разбираться. Распознавать научные вопросы, которые применяются для исследования вот данной области, описанной в контексте. И интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов на основе данного контекста. Как показали исследования, российские учащиеся достаточно хорошо теоретически подкованы, но вот применить эти знания грамотно, чтобы использовать их для решения вот этих всех проблем, у них еще пока не получается. И основные требования к заданиям по оцениванию естественно-научной грамотности – это какие тексты должны применяться. Это тексты, которые построены на различных жизненных ситуациях. И они должны быть реальными или же историческими ситуациями. Могут это быть на местном уровне какие-то события. Вот даже такие творческие педагоги, они могут, прочитывая информацию, которая, ну, сейчас, конечно, достаточно трудно найти вот такую информацию, но все же мы знаем с вами сайты, мы же не просто обычные пользователи интернета или других источников СМИ. Можно найти такие тексты, которые и на местном уровне, на региональном, на глобальном уровне, может быть, исторические, которые помогут нам решить данные вопросы на уроках. И вот те знания, умения, отношения и ценности, которые мы по отдельности воспитываем и учим детей на уроке, да, они постепенно в результате обучения превращаются в умения, то есть компетенции. А эти умения должны вылиться в будущем в действие, которое потом поможет нашим ребятам нормально функционировать в данной жизни. Вот примерная схема текста, и, наверное, этот текст можно показать ребятам, и для того, чтобы они понимали, что от них требуется, да, как работать с этим текстом. Потому что уже в контрольно-измерительных материалах, которые представлены в ОГЭ и ГИА, есть изменения, тексты изменились. Вы можете посмотреть демонстрационную версию и увидеть, какие изменения произошли в ХИМах для 9 и 11 классов государственной аттестации. Итак, там даются тексты, ну не только там, вообще в
в международных исследованиях дается текст, где прописывается реальная ситуация какая-то описывается или прописывается реальная проблема. И ребенок должен прочитать и понять этот текст, и объяснить эту проблему, исследовать эту проблему, проанализировать данные и сделать выводы. Вот это основы умения естественно-научной грамотности. Теперь, для того, чтобы вам было понятно, я вот еще думала оставлять этот слайд, вводить в презентацию или нет, но для того, чтобы все-таки понимать, на каком уровне происходит, естественно, измерение умений в программе PISA, это вот модель задания, которая проверяет функциональную грамотность этой программы. В 2018 году в центре стояла читательская грамотность, то есть все учащиеся получали задания по читательской грамотности, все из всех стран, участвующие в этих исследованиях. А вот все остальные виды грамотности проверялись когда частично. Математическая грамотность получала, задание по математической грамотности получала только треть учащихся, точно так же, как и задание по естественно-научной грамотности. И 1/4 часть ребят решали задания на понимание глобальных компетенций. А финансовая грамотность у нас по традиции проверяется отдельно. В следующем году, в 2021, в центре будет стоять математическая грамотность. И вот тогда все испытуемые получат задание по математической грамотности. А вот в 2024 году в центре будет стоять естественно-научная грамотность. И у нас есть с вами время подготовиться и достойно пройти эти исследования. Хочу сказать, что в 2018 году у нас от нашей, не от нашей страны, скажем так, а от нас участвовало сейчас 4 команды. Первая команда от Российской Федерации со множеством школ, да? Вторая команда это была, выставляла Москва, школ 200 примерно, наверное, более 200. Московская область, около 150 школ, и отдельно Республика Татарстан переживает тоже о своем уровне образования. Да? Что будет в следующем году? Может быть, команд больше, может меньше, мы не знаем. Но то, что все больше и больше школ втягиваются вот в эти международные исследования в нашей стране, это точно. И, наверное, какие-то школы и в Республике Коми тоже будут принимать участие в этих международных исследованиях. Теперь вот результаты качества оценки образования российских учащихся по программе TIMSS. Посмотрите, вот она, начальная школа, да, и 8 класс. Разницу чувствуете, да? Знаний у нас достаточно, в 8 классе ребята даже более обладают знания, более выше среднего, да, по Российской Федерации, да, но в 4 классе детки умеют применить эти знания. Да, пусть с рассуждением у них не очень хорошо, они все-таки еще маленькие, да, но посмотрите, какие провальные на применение рассуждений у нас в 8 классе. То есть мы с вами заточены в основном на то, чтобы подготовить детей к ОГЭ и ЕГЭ, и даем только теоретические знания, проверяем эти теоретические знания, не переживая о том, как нужно эти теоретические знания применять. Вот еще одни графики. Это результаты уже 15-летних школьников по естественно-научной грамотности. Эти вот красные графики – это страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития. Многие экономически развитые страны, практически все здесь участвуют. Красный цвет мы не дотягиваем немного. И вот стоит задача, чтобы мы были хотя бы на этом уровне к 2024 году, а лучше, если наши показатели будут несколько выше. Хотя вот вы видите, что интерпретировать данные, использовать научные доказательства, здесь у нас какие-то шансы есть, да? Или научно объяснять явления мы тоже можем, но это опять же на основе теоретических знаний. А вот применять методы естественно-научных исследований у нас пока еще не получается. Вот. Ну и вот так тоже для общего развития это результаты, то есть это наше место по программе исследования TIMSS в естественно-научной грамотности мы занимаем 32 место. А вообще по всем видам грамотности, если считать отдельно с 30 по 34. Ну посмотрите, ведь удивительно, да, среди лидирующих стран, среди таких как Сингапур, Япония, Тайвань и Финляндия, у нас страна Эстония.
Вот мы как-то тоже, наверное, не хуже Эстонии и можем это все реализовать, программу, которая перед нами стоит. Ну и теперь как учить? Вот что делать нам? Да, вот, всегда говорят, что нужно, наши ребята всегда спрашивают нас на перемене, что мы будем делать на уроке, да, встречая. Они же не говорят, что мы будем слушать, как мы будем сидеть, что мы будем делать. У них деятельность кипучая, все время хочется что-то делать на уроке, а не просто сидеть и слушать скучные наши рассуждения. Хотя мы думаем, что мы говорим порядочные речи, ты сейчас послушай, а потом иди и делай, бери и делай. Но лучше всего, конечно, результат у нас получается в деятельности, в активной деятельности. Поэтому основные педагогические средства в руках учителя – это учебная задача, которая такую учебную ситуацию может сформировать, которая инициирует детскую деятельность на уроке. Да? Вот, образовательную деятельность на уроке мы должны с вами организовать. Учитель теперь не просто транслятор, а организатор учебной деятельности на уроке. И если вам будет интересно, числа 15 октября, те, кто подписан, вам уже пришла рассылка на вебинары, Крылова Ольга Вадимовна, автор вот этих замечательных учебных пособий, они универсальны к любым ОМК, она будет вести вебинар «Образовательная деятельность по теме транспорт» в 9 классе. Вот используя вот эти ОМК, вы можете посмотреть, что она предлагает вам, какие вещи. Ну и мы потихоньку сейчас вот на протяжении, вот у нас полчаса осталось, еще мы разберем, что это за картографические тренажеры. Это тренажеры не для того, чтобы проверять работу какую-то, да, вот у нас обычно в тетради, что сделай что-то, а потом мы проверим знания, да, то есть на проверку знаний обычно. Это, можно сказать, тренажеры нового поколения, потому что они формируют, вот на основе этих знаний происходит формирование картографической грамотности. Это тоже одна из частей функциональной грамотности, потому что наша география без карт вообще не жива, не работает, и это все равно, что прийти на урок рисования с одним альбомом без карандашей или наоборот. Да? И когда нам сейчас тут некоторые люди говорят, что не нужно покупать атласы, не нужно покупать карты или какие-то пособия, то это, конечно, неправильно. Это дает возможность учителю сделать урок более динамичным, деятельностным и эффективным для понимания. Итак, каков принцип построения этих тренажеров? Я сейчас буду немножко рассказывать, и давайте вы будете смотреть, кто еще этим не знаком. Да? Это следующий принцип. На основе имеющихся знаний, которые есть у ребят, они выполняют какую-то группу заданий, 3, 4, 5 заданий, и на основе выполнения этих заданий получают новые знания. А если же знаний не хватает, то 1-2 предложения, вот смотрите, перед группой заданий на получение новых знаний, есть вот такие вот 1-2 предложения теоретических знаний. Вот ты прочитал это предложение, и на основе вот этих заданий, знаний, заключенных в этих теоретических предложениях, выполняешь задания и таким образом получаешь новое знание. И в картографическом тренажере, конечно же, задания идут от простого к сложному и задания в действии. Что значит задание в действии? На выполнение, в результате выполнения этой группы заданий самостоятельно или в группе, а лучше всего в группе или в паре выполнять эти задания, потому что, общаясь друг с другом, они еще и помогают друг другу понять все то, что здесь заложено. И обычно вот эти задания мы не проверяем, мы на основе вот этих заданий продолжаем работать, а теперь вот знания, которые ты на основе этих заданий получил, примени вот в следующем задании. Вот здесь уже осмысление, анализ, критическое мышление идет, рефлексия и так далее. Да? Вот. И, конечно, вот такое знание в действии позволяет детям получить вот те полученные знания, присвоить, сделать их собственными,
с ними жить дальше. И вот эти знания, которые получены в активной деятельности, они дольше остаются с ребенком и практически не забываются. Вот, 5 класс, тренажер. Это не значит, что эти задания только в 5 классе нужно выполнять, так же, как и в 6. Дальше полегче, да? У нас УМК различные, и содержательный компонент во всех УМК тоже различен, поэтому вы можете смотреть и выбирать задания с 5 и 6 класса, но это как бы первая ступень формирования картографической грамотности, да? Это следующая ступень. И вот здесь этот тренажер посвящен тому, чтобы научить детей азбуке карты, увидеть, найти условные знаки все. Какой-то условный знак, увидеть его форму, цвет, объем. Не секрет, что многие из наших детей, вот я уже это пропускаю, первое из заданий, находят многие объекты по названию. И потом, когда они получают задание на ОГЭ, найти координаты того или иного объекта, у них не сходится с ответом часто у многих, правда же? Вот. Вы, наверное, тоже с этим сталкивались. Я тоже сталкивалась с тем, что в 9 классе вдруг вот каково было явление, когда некоторые ученики находили город по названию. А на этой карте, либо на другой карте название будет стоять в этом месте, и как координаты. Не может этого быть, только здесь печатают. Я говорю, да это же как получится, как редактор, как картограф посмотрит, куда, где расположить, как удобнее будет. Нет. Поэтому начинаем работать, и задание заключается в следующем. Найдите объекты, опиши, что представляет обозначающий их условный знак. И здесь выбраны вот такие значки. Первое, конечно, города. Водопады. С водопадами тоже обычно беда, когда к 7 классу подходим. Вот они реку видят, название водопад видят, а значок перечеркнутый реку, который перечеркивает реку, да, это тоже плохо виден. Поэтому на водопады можно еще и продолжить это задание. Можно попросить, но те дети, которые живут в горных районах, им это легко, да? Что такое водопад, они себе представляют. И почему спросить их, почему река перечеркнута, они тоже могут объяснить. А дети, живущие на равнинах, можно тут и продемонстрировать, и при этом и фотографии, попросить их закрыть глаза и представить, что они при этом видят, слышат и так далее, как они представляют себе водопад. Пусть немножко в 1-2 предложения расскажут, ну и так далее, да? И следующее, я хочу вас предупредить, что в этом тренажере каждая тема, масштаб, высоты, относительно абсолютные, она начинается сначала с картографических заданий. А к концу картографических заданий есть 1-2 задания по плану местности. То есть задание по плану местности вы обязательно найдете. Вот, да, например, сейчас задание по расстояниям относительно абсолютной высоте. Вот план местности здесь тоже присутствует. Но начиная так же, как и в первом блоке по условным знакам, как карты, так и планы местности. И вот урок начинается с чего? Ребята, ну какая мотивация может быть? Особо придумывать нам что-то не надо, отгадайте тему урока в этом. Тоже очень сложно играть. У вас одно в голове, они приходят чистые, как листы, как они могут отгадать то, что у нас в голове заложено, да? Мотивация может быть что на этом уроке? Сегодня мы с вами научимся читать план местности. Как читать? А так, как вы читаете книги. Но здесь другие буквы, они называются условные знаки. Вот вам задание, посмотрите, какие. И самостоятельно ребята могут эти все задания решить, найти, посмотреть, обсудить в группе. И всегда на уроке у вас должны быть, если уж мы перешли к обучению в группе или в паре, то у вас должны быть следующие правила. Вот сегодня на уроке у нас будет отвечать только одна группа или пара. Всех переслушать нельзя, урок-то резиновый, правда же? И если одна группа или пара отвечает, то все остальные ребята должны внимательно слушать, дополнять или находить ошибки у выступающих. А самые активные ребята сегодня на уроке хорошо работали, как вы там будете их дополнительно оценивать, там 1 балл или полбалла, 2-3 урока они хорошо работают, вот уже полноценную оценку выливается, и можно ее поставить в журнал за активную работу там, на предыдущих 2 или 3 уроках, правда же? И вот к этому тоже можно приучить ребят, и они будут, никто не будет обижаться, нас выслушали, а нас нет. Урок не резиновый. У нас задача научиться чему-то
да, вот не выслушать каждого на уроке. И вот уже мы еще не знаем масштаб, мы еще не знаем направление на карте, но уже пытаемся читать план местности. И задание следующее. Дается вот такая маленькая карта, она совсем небольшая в этом задании. Попробуй прочитать план местности. Какой из двух вариантов ты выберешь для того, чтобы представить вот этот план местности. Первый вариант, где просто перечисляются все условные знаки, представленные здесь. А во втором варианте есть такой рассказ, на котором, если мы даже и не видим этой карты, да, то мы можем представить себе все, что на ней нарисовано, изображено. На лугу расположено озеро Глазок, оно слегка имеет вытянутую форму, поэтому так, наверное, называется. Вдоль берега озера тянется болото. Из родника на болоте вытекает ручей. На противоположной стороне озера на лугу есть колодец. Вот что мы делаем вот этим заданием? Мы заставляем их думать, анализировать, рассуждать, приводить аргументы и свои доводы. Какой вариант тебе больше нравится? А теперь вот здесь есть вкладка, и ты возьми, цветная вкладка, и возьми и попробуй сам провести описание местности в районе какого-нибудь населенного пункта. Можно даже дать по вариантам, еще и прихватив какое-то озеро, если у вас 3 или 4 группы. Да? Вот это можно посмотреть. И точно так же, работая, изучая градусную сеть, математическую сеть, можно предложить вот эти все задания на самостоятельное обучение. Вот вам первый этап урока, что такое экватор. Не так много заданий. И они эти задания в состоянии без вас самостоятельно выполнить. И потом сообщить вам, так что же такое экватор и где могут быть расположены объекты по отношению к экватору. А вот этот листок, да, вы можете сделать на А4, дать им вот этот контур, они вам сделают уже итоговое задание, где могут расположены, вот нарисуют на этом листке, какие виды бывают расположения географических объектов относительно экватора, и все вот выставить сюда, и весь класс может посмотреть и сделать вывод. У всех ли правильно получилось? Все ли правильно получили это задание самостоятельно нашли или нет? Или в какой-то группе или паре есть ошибки, и почему, какие? Может, недочеты и так далее. Точно так же вот мы работаем с что такое параллели, что такое меридианы. Смотрите, не мы им рассказываем в таблице, как мы это рисовали, что такое свойства параллелей, свойства меридианов, чем они отличаются друг от друга. Вот они, свойства меридианов, 3 штуки. Здесь больше, свойства параллелей. В паре или в группе найди, докажи, посмотри, узнай. Но это задание можно, наверное, проверить и спросить одну, другую пару. Да? А дальше, выполняя все эти задания, к чему мы приводим? Вот, а теперь ты выполни все задания, а теперь расскажи, так что же такое параллель? Или что такое меридиан? И что можно узнать с помощью параллели и с помощью меридиана? Представляете, вот сколько в голове у него должно собраться. И это не мы им рассказываем, это он теперь нам рассказывает. Но может только корректировать эти знания. Что-то не так. И то, если есть какие-то ошибки, не мы первые, нам же всегда хочется раньше вот, сказать, да, поправить. Ребята, кто увидел, пусть сначала дети эти ошибки все, уж если класс не в состоянии, поступаем мы. 6 класс тренажер. Он в основном предназначен, у меня в старой обложке еще тренажер, а в новой обложке это если вы будете покупать, нам выдают такие. Вот, это еще из первого тиража. Он посвящен тому, чтобы научить детей определять географическое положение объекта. И тоже посмотрите, как здесь все интересно и так хитро закручено. Опять же, мы заставляем детей работать не самостоятельно. Дается задание на определение географического положения. Самостоятельно. Все то, что в плане, да, вот, когда мы сначала расскажем, а потом запишем план, а теперь по плану, дети, дайте мне описание. Пожалуйста, пишите полными предложениями. Но слава Богу, если это будет словосочетание, не просто одно слово на каждый план, да, ответ по описанию географического положения. Вот, поэтому сначала самостоятельно, вот вам 4 задания выполнили, и мы их не проверяем. А теперь, вот вы выполнили в группе, а теперь скажите, так что же такое определить географическое положение Уральских гор? Вот объясните, да? То есть это более такое целостное видение того, чему мы учили раньше. А дальше, хорошо,
Поговорили, одна пара рассказала, другие, третьи добавили вам, а дальше вы говорите, теперь давай 2-3 минутки поработайте и устно поговорите тихонько друг с другом. Составьте устный рассказ о географическом положении Уральских гор на основе этих заданий. А думающий учитель может еще и продолжить, да, творческий учитель, но это еще, наверное, зависит и от класса, в котором вы работаете. На основе вот этих заданий теперь составьте план описания. И это не мы уже даем, да, а они. А дома вы можете предложить им любую из этих гор, каких-нибудь там, кавказских или еще каких, да, составить. Но если вы боитесь, ребята, что вы устно вот не запомните, запишите свой рассказ. Если вы боитесь, что вы устно не сможете так стройно рассказать, глядя на план. Хорошо. Вот. А на следующем уроке, опять же, этим планом можно воспользоваться, когда придут равнины. Каким образом? Можно, когда нам нужно давать географическое определение или описание географического определения равнин, мы сначала спрашиваем, похожи ли эти формы рельефа или отличаются? Чем отличаются? Подойдет ли этот план для описания географического положения равнин? Что нужно изменить в этом плане? Ну вот таким образом работаем. 7 класс. Мы все еще поддерживаем здесь умение работать с географическими координатами. И чтобы вот дальше мы говорим о том, что можно еще узнать по физической карте. Продолжаем на более высоком уровне формировать картографическую грамотность. И как понимать тематические карты, это тоже важно, мы много с этим работаем. Ну, кроме того, что в 7 классе мы говорим вот об этих заданиях, о градусной сети, как работать с координатами, как находить расстояние, вот, мы еще говорим о географическом глазомере, интересное задание, да? Но более важно, наверное, как описать рельеф по карте. Посмотрите, в виде теоретического задания вот дается описание. Для того, чтобы описать вот все то, что там надо, да? Мы обычно то, что мы проговариваем детям, где какие преобладают горы, какой они высоты, где они расположены, там, горы или равнины. Так вот, как описать рельеф по карте? Вот это предложение им нужно преобразовать в план описания. И вот тут набросок, здесь черновик, здесь можно в этой части работать. А если у вас просто будет один такой тренажер на парту, то просто у себя на листке работать, а потом прийти к общему мнению, если кто-то из вас тут выступит, и уже беловой план вот у вас на этой части, и мы с помощью этого плана работаем, смотрим на карту и делаем описание. А есть задания, которые учат аргументировать. Посмотрите тоже, какое великолепное задание, где написано, что такое аргумент. Это суждение, с помощью которого обосновывается истинность какого-либо другого суждения. Вот он, горный запад и равнинный восток на Южной Америке. Найди вот среди приведенных тебе суждений истинное, которое более полно подтверждает это рассуждение. А теперь еще и с помощью контурной карты, вот образ материка, как формируется. Вот истинность этого высказывания, на какой из этих контуров тебе больше всего подходит и почему? И тут ребята нам, наверное, тоже расскажут, зачем же Анды нужно подписывать на протяжении вот так всех, да. Часто мы встречаем вот такой вариант или где-нибудь в другом месте, где-нибудь прописано эти Анды, и хорошо. Ну я же подписала. А представление, да, как у тебя сложится, где эти Анды, я как должна понять, что они протянулись от севера до самого юга, да? И тоже вот они будут рассуждать и рассказывать и показывать, в голове это останется. Мы уже работаем с профилем рельефа местности. Когда у нас в апреле-мае шло обсуждение ГОСов следующего поколения, да, то мы говорили, можете тоже посмотреть, тут уже все, мы говорили о том, чего еще не хватает учителю, да, какие требования еще у учителя есть. И там не единожды было прописано, что не хватает заданий по профилю рельефа местности. Вот в 7 классе мы начинаем работать с этим. И, может, дальше продолжаем комплексно работать с профилем рельефа местности, да? Еще и в теме климат, как задерживаются осадки. Ну и как понимать тематические карты. Здесь задания построены таким образом, что ребята не просто должны находить условные знаки и перечислять их,
для описания той или иной местности, например, климата или строения земной коры, вот на данной местности, да, перечислять эти условные знаки. Ну и объяснять, почему они здесь такие, да. Вот. Анализировать карту они должны научиться. Вот не только на примере одного задания, какие ветры преобладают над примексиканской низменности, но и над какой поверхностью они формируются, то есть какую они принесут воздушную массу. Это будет влажный период года или сухой, да, вот она зима, сухая, лето будет влажное. Почему? Потому что формируется над разными видами, ну и так далее. Вы на это обращаете внимание. В 8 классе мы тоже говорим о картографических методах исследования, но есть задания по изучению территории России. И здесь уже более сложное, не просто описание, а сравнительное описание. И посмотрите, какой красивый аргумент. Не случайное описание называют искусством рисовать словами. И здесь мы не только должны вот рассказать, чем визуально отличаются друг от друга, но и составить план, какой тебе удобнее вот, для описания. Найти признаки для описания этих двух, для сравнительного описания этих двух речных систем. Либо это будет кластер, либо это будет набросок, либо это будет план. Это уже твое дело, как ты сможешь это сделать. Опять же, на более сложном уровне работа с профилем рельефа местности, картографическое исследование, посмотрите, великолепнейшее в 8 классе, которое будет, можно вылить, скажем так, в проектное, замечательный проект. Это картографическое исследование, и в конце у вас получится небольшой мини-атлас при выполнении этого проекта. Из 2, 3, может 4 карт в печатном или электронном виде. Но это там тоже интересное задание, которое ребятам будет интересно выполнять. В 9 классе мы говорим о более сложных способах изображения. Это способы, которые показывают содержание картографических объектов различных видов, различных случаев. Ну и теперь, смотрите, мы можем, научив этим видом картографирования, ребенку показав, что есть разные способы, мы можем уже внетекстовый формат переводить в тексты. Да? При сравнении двух карт 60-х годов и 18-го года, вот новая карта, можно сказать, как менялась отраслевая специализация Европейского севера, почему это происходило, какие причины, или как менялась урбанизация на Урале, какого населения стало больше, в какой части, да, посмотрите, а где примерно сельское население, ну, не сильно изменилось, примерно осталось на том же уровне. Не так много, нет, убыль-то, конечно, есть сельское население, но не так велика. Вот, это картографический тренажер. И еще я хочу сказать, это совсем свеженькое, еще, если тренажер кто-то из вас видел, то это, наверное, атласы для проектных работ еще вы не видели, они только вышли. Вы можете взять посмотреть. Атласы для проектных работ, где представлены не только проекты полноценные, но и проектные задачи, то есть небольшие, скажем так, практические виды деятельности, которые вы можете применить прямо на уроке. В атласах проектной деятельности у нас такие проекты и проектные задачи, которые заставляют ребят придумать новый картографический образ или же представить новый вид изображения данного объекта, или же составлять тематические карты, создавать собственный адрес и расширить различные географические и этнокультурные проекты. А теперь, помните, я вам вначале говорила о картографическом тренажере, да, где мы сначала изучаем условные знаки плана местности. Ну, полурока на это может уйти, да, как читать, и мы поговорили, все посмотрели, сказали. Но минут 25 точно. Следующее, а теперь на применение задания. Вот карта с белыми пятнами, вот такая вот проектная задача. Мы можем начать выполнять эту работу. Вот как, ну тут нужно придумать любую сказку или страшилку, там, про МЧС или про, не знаю, сказку кого-то нужно обязательно спасти. И если мы это не сделаем, то мир, конечно, погибнет. Вот что-нибудь в этом роде, да? И ребятам, каждой группе можно дать выполнить задание. Может быть, по одному квадрату заполнить. Или они успеют все квадраты заполнить. Но на этом уроке
вы сможете условными знаками запомнить только первый, второй, четвертый квадраты. Третий у вас на этом уроке не получится. Почему? Потому что здесь условные знаки нужно нанести в масштабе. А значит, мы выучим на следующем уроке, что такое масштаб, и наконец-то приведем карту в надлежащее состояние. Вот. Можно учить детей, и нужно учить детей таким жизненным задачам, как рисовать местность, то есть краткие местности. И мы этим часто пользуемся тоже в нашей жизни. Да? Когда мы приезжаем в какой-то другой город, и нам нужно добраться без проблем в нужную нам организацию или на вокзал, в аэропорт, нам рисуют, как тебе куда пройти, на остановку, куда свернуть, и вот здесь уже ты доберешься там, до той или иной организации или до того места, куда тебе надо. Вот они задания, которые это позволяют делать. В 7 классе мы тоже можем дать самостоятельное изучение, объяснение природных закономерностей, таких как движение воды в океане, поверхностное движение воды в океане. Задача, которая предлагает ребятам посмотреть, как движется вода в океане на основе тех знаний, которые они уже получили, изучая тему климата, изучая постоянные ветры на территории нашей планеты. Вот дается какой-то, собрали все океаны вместе, дается гипотетический океан, окружает океаны гипотетический материк, мы тоже все материки собрали вместе. То есть это как бы фантазия наша. И вот первое, преобладающий ветер — это пассаты. Вот и нарисуй стрелками течения, вызываемые пассатами, не забывая при этом отклонения при движении Земли вокруг собственной оси. Подпишите название. Ну и дальше, вот выполняя все эти задания, ребята приходят к выводу, какие течения ветровые, какие стоковые. А дальше найдите ветровые и стоковые течения уже в реальных океанах. Подпиши их. Найди. Точно так же работаем с теплыми и холодными течениями. И то есть вы потом просто находите, слышите итог работы. Они могут представить себе, показать и рассказать, что они нашли и сделали. А это ведь тоже интересная работа, когда ты в группе, даже не в паре, в группе работаешь, народу больше, если лучше все-таки в группе, у каждого свои есть какие-то идеи. Если есть какие-то затруднения, значит вы можете подойти, спросить, подсказать что-нибудь ребятам, подтолкнуть их, и работа пошла дальше. Тоже неплохое задание. И я хочу сказать, что если ваши ребята свяжутся с Таймырским краеведческим музеем, там есть целая витрина уже тех бытовых элементов, которые нашли при раскопках, ведь город Мангазию нашли, где она была, да, и у них есть, и, наверное, они обладают, может быть, их научный отдел обладает большими сведениями по поводу того, там, что, какие представления о Мангазии имеются. Теперь сейчас у научных сотрудников можно и туда еще отправить их, и тоже поработать с этим. Вот и в результате в 8 классе мы учим писать эссе по данным. Задания жизненные, карта изохрон. За какие научные практические задачи она помогает решить. И на основе сначала мы изучаем, что это за карта, выясняя, зачем она нужна, дальше пробуем нарисовать самостоятельно, а теперь для своего пункта района сделайте это. Вот вам краеведческий материал, который вы тоже изучаете, выполняя данные работы. Мы моделируем, мы разрабатываем проекты, изучая рельеф, мы учимся прогнозировать, реконструируем палеоклимат, мы создаем авторские карты. Вот у вас буква, я не знаю, как правильно произносить, я по-камянски плохо, ну памятник букве вчера мы были, Да, по Гомину, я же говорю, у вас есть памятник комару, букве Ё в Ульяновске, там, Огурцу. Вот, то есть тоже такая вот интересная карта может получиться из необычных памятников на территории России. Но важнее, конечно, научить детям читать аноморфированные карты. Это, скорее всего, пригодится им в будущей жизни. Потому что не только диаграммы и графики, но, наверное, на основе карт им придется решать какие-то задачи, смотреть и анализировать данные. И вот здесь предлагается разобрать, что такое карта аноморфоза, как составить карту аноморфоза,
а потом составьте карту аноморфозу для своего региона. Опять же, на основе данных различных, какие вы выберете, то ли по населению, то ли по экономические данные. Ну и вот атлас, это для творческих детей, потому что в следующем году креативность проверяться будет в ПИЗа. И здесь тоже, что вы видите, это 6 класс, чтобы чтобы дети не боялись карты, чтобы они видели что-то больше в карте, чем просто нарисовано. Атлас гипотетического материка, это тоже нам известно, и там вкладка есть, известное задание. Замечательное вообще задание вот, на межпредметные проекты «Говорящие гербы». Может, вы этими тоже задачитесь, то есть в зависимости от того, какие имеете сведения. Ну, это вот такой атлас, и этим можно пользоваться. Так, у меня время заканчивается, я еще пару слов скажу об этом атласе. Мы создали атлас для внешкольной, внеклассной работы, ну и также для работы на уроке, совместно с российским движением школьников. Можно здесь применять его как на работе, возьмите, пожалуйста, в классе, для подготовки к олимпиадам, спортивному ориентированию. Если это кадетские классы, которые сейчас у нас очень много, это для военно-спортивных игр и так далее, да? Для военно-начальной подготовки. То есть этот атлас содержит и теоретические знания, и практические. И еще одна, 5 минут, все, я заканчиваю, на 5 минут позже. Начали. Еще один сборник, который формирует универсальные учебные действия у ребят. Но когда мы с 5 класса тоже начинаем говорить о географии, мы тоже даем полное представление, о чем мы будем говорить. Не отдельно, как это вот было раньше, а действительно полное представление. Первое же задание — проанализируйте текст, что мы будем, что изучать сейчас география. А далее, какие объекты изучает предмет географии? Какими признаками этот объект обладает? Первое — это наша планета. Дальше мы говорим о материках и океанах. Какие это материки и океаны, их основные свойства. И в конце, а какими признаками эти объекты обладают? И вот посмотрите, какое, извините, смешное, да, вот такое не смешное, подковырное задание. На фотографии река Ака, и подписано река Ака, географический объект. И вопрос, сколько географических объектов ты видишь на данной фотографии? Так тут же надо внимание еще включить. Ну, река течет по равнине, да? Ну, дети могут это не увидеть, это не горы. Какие что горы, река Ака. Ну, там населенный пункт еще виден. Может, дети еще что-то увидят. И опять же задание, которое дальше продолжается в ОПР. Задание домой, первые же вот дни изучения географии. Какие географические объекты ты наблюдал? Или наблюдаешь по дороге в школу? И какими признаками они обладают? Напиши. Сразу, да? А дальше мы разбираем, что такое географическое явление. Разные. Длительность и признаки этих географических явлений более подробно остаемся на извержении вулкана, на таком явлении. А если в эту картину еще в цветном изображении Ярошенко покажете детям на уроке, то, конечно, урок получится более эффективный. Разбираем, что вы можете видеть, слышать при извержении вулкана, осязать и ощущать. Потом мы работаем с теоретическим материалом урока, например, да, а дальше в конце урока красивое, вы можете даже сделать это открытым уроком, эссе, напиши, что тебе удалось, пришлось или посчастливилось увидеть извержение вулкана. Вот пофантазируй, что ты увидел при этом. Следующее – это географические процессы, что происходит при этом, при географических процессах, и чем они отличаются от географических явлений. Ну и дальше вот работаем с текстом, и забытые наши физические опыты, мы забыли, что физическая география и физика – это же близнецы-братья, перевод физика, природа, да? И на этих опытах тоже можно заставить детей работать, думать их деятельность на уроке организовать. Вот такая вот работа. И посмотрите, пожалуйста, для тематического контроля вот такие тетради вы можете посмотреть, заказать на сайте. И еще хочу сказать, набор 24 в нашем магазине.
партнере. И если вы взяли уже сертификаты, то у вас 23% скидка вместе с письмом пришла. Теперь я хочу сказать, что у нас грядет Байкальский форум 4-5, и вы можете принять онлайн-участие, зарегистрироваться и получить сертификаты на нашем сайте. Вот вы выберете любую из трансляций, которые вам сейчас понравятся, а потом какие-то, может быть, вы можете посмотреть в записи, более второстепенные для вас, да? Цифровые образовательные ресурсы на образовательной платформе Лектор тоже вы можете найти. И получая сертификаты, вы участвуете в программе лояльности, зарегистрировавшись на сайте, вы можете получить различные подарки не только у нас, но и на наших, и у наших партнеров, да, со скидкой, что-то там со скидкой, если накопите больше баллов, 40 баллов у вас только за то, что вы взяли сертификат, 15 баллов, если комментарий написали какой-нибудь к этому семинару и так далее. Просто зашли на сайт, вам уже капают, да, поучаствовали в вебинаре, еще 40 баллов, там 2-3 семинара, вебинара, и у вас уже бесплатный учебник в электронном виде или что-то еще, да, так что смотрите, здесь достаточно большое количество. Вот. Какие вопросы у вас ко мне есть? Никаких, да? Могу ли я взять листочки регистрации и передать Конечно, конечно. Да, это можно раздать. Кто-нибудь из вас уже успел получить сертификат? Да. Спасибо вам большое за это. Спасибо за внимание. Если это слово, мои коллеги. Не надо? Можно? Представляем следующего лектора Солодову. Это я была. Извините, пожалуйста. Извини. Не принесли, да. Сейчас я здесь быстро закрою все, пока вы будете представить. Все. Дубинина Софья Петровна, правильно? Да. Методист издательства просвещения. Методист географии издательства просвещения. Итак, коллеги, еще раз всех приветствую. Представляю я сегодня редакцию географии, экономики и экологии, в том числе из перечисленных предметов, но также еще занимаемся и финансовой грамотностью. Я знаю, что у вас бывают иногда совмещения и с нововведенным предметом финансовой грамотности. Так вот, если вдруг у вас или у вашей школы, да, у каких-то других педагогов возникают вопросы именно по этому предмету, по новому, то тоже можете написать мне на электронную почту, мы с вами свяжемся и уже как-то более подробно и поговорим про предмет финансовой грамотности. Тем более, это тоже вот уже продолжая разговор функциональной грамотности, это как раз тоже финансовая грамотность, это одна из частей того, что проверяется в международных исследованиях. Сегодня, в принципе, уже тоже было много озвучено про те тенденции, которые сейчас есть, это вот введение как раз-таки всех международных исследований. Но помимо этого у нас за последний год в географии тоже произошли некоторые изменения, происходят, да, сейчас. Я думаю, вы многие обсуждения эти уже слышали. Вот сегодня такой некий обзор сделаем, что же произошло за последний год и куда двигается географическое образование в школе, скажем так. Первое, что нужно отметить, это изменение в аттестации оценки качества образования. Что произошло? Изменился у нас ОГЭ для 9 класса соответственно. Изменился не в глобальном понимании, там изменилось всего одно задание и какие-то еще такие незначительные изменения, но тем не менее они есть, да, и об этом тоже нужно говорить. В отличие от ЕГЭ, который остался в том же виде, в той же форме, да, там никаких принципиальных изменений нет. Почему изменился ОГЭ? Потому что в этом году в ГОС официально дошел до 9 класса, да, то есть теперь по всей стране, во всех школах в 9 классе есть в ГОС. Есть школы, которые идут с опережающим развитием, да, есть уже 10-11 класс, где идет по ВГОСу. Но это некий процент школ. Все, вот, так скажем, основная масса школ все-таки сейчас дошла до 9 класса. Соответственно, итоговая аттестация тоже должна подстроиться под 9 класс. И вот сегодня посмотрим, какие-то были изменения. Другой важный момент, который дает, так скажем, надежду на изменения в географическом образовании, это концепция географического образования, которая была принята в декабре прошлого года. Наравне с федеральным перечнем, они вышли там в разнице в 2 недели.
новые утвердили федеральный перечень учебников, который также сыграл, так скажем, свою вот лепту, да, внес для развития географического образования. Чем? То, что из 7 линий учебников в федеральном перечне остались только 2 линии учебников, и это, несомненно, тоже повлияет на будущую работу, скажем так. Следующий момент – это обсуждение популяризации географии на, так скажем, уровне управления страной. О чем я говорю? Это, во-первых, обсуждение президентом, да, и это поручение, которое дал Владимир Путин для изменения именно географического образования, и те комментарии, которые дал президент Русского географического общества Шойгу, да, по поводу вот этих вот поручений. О чем они главным образом говорят и на что нам нужно ориентироваться? Во-первых, это то, что, как вы знаете, на протяжении последних нескольких лет в высших учебных заведениях география не была востребованным предметом. Где могли, географию заменили другими предметами, такими как обществознание или какими-то другими. Что, конечно же, не могло не повлиять на школьный уровень географического образования именно в 10-11 классе. Обратная ситуация, наоборот, да, складывается в 9 классе, когда по незнанию или по каким-то заблуждениям учащиеся выбирают географию, думая, что это очень легко, что есть атлас, где все есть, и там с помощью него можно все сдать. Но, тем не менее, это не так. И действительно, чтобы сдать полноценную географию, нужно хорошо поработать, да, и подготовиться более компетентно к этому вопросу. В 11 классе географию не выбирали. Связано это как раз с тем, что она не нужна при поступлении в вузах. И как раз таки, если географию не выбирают в школе, школы могут не включать ее в свой учебный план. То есть 10-11 класс по желанию, по решению школы, да, если делают профили, где не нужна география, соответственно, могут не включать географию в свой учебный план. Эта ситуация плачевна, да, это действительно нужно изменять. Вот как раз те поручения президента, они и касались изменения этой ситуации. Во-первых, это введение географии как проходящего экзамена в вузы, да, входного экзамена. Это первое. Второй момент. Никогда у нас не была прописана профессия самого профессионального стандарта географ. То есть даже сейчас, если географический факультет классический, да, выпускает географа, он пишет ему в дипломе специальность географ, но куда идет работать географ? Абсолютно разные сферы деятельности. Да? Он может уйти в экологию, он может уйти в геоэкологию, он может уйти в геофизику и так далее. Может уйти в школу, то есть в образование, да, там в разные также отрасли образования. То есть нет у нас профессии, которая говорит, что я географ, да, я занимаюсь географическими исследованиями. Это третий вопрос. Прописание профессионального стандарта проведения географических исследований. Это необходимо будет сделать правительству, прописать это как вид экономической деятельности, проведения географических исследований. То есть это такая некая взаимосвязь, да, когда будет экономическая деятельность, тогда будет более востребована сама профессия географа, и географы смогут и работать по этой профессии, да, не уходя в какие-то близлежащие сферы деятельности. И как раз-таки этот же процесс может повлиять на возвращение географии в 10-11 класс. Действительно, это важно. Почему? Потому что курс географии 10-11 класса, он именно мировоззренческого, да, характера, когда мы формируем ту самую экономическую картину мира и понимаем, с какими странами мы сотрудничаем, не сотрудничаем, и как, в принципе, происходит формирование сотрудничества в мире, на мировом сообществе. Следующая новость, она скорее приятная, да, и не предвещает ничего такого измененческого, но тем не менее это приятная новость, это введение Дня географа. 18 августа каждого года теперь должен праздноваться День географа. Почему 18 августа? Потому что день основания Русского географического общества. В этом году уже, так как эти поручения были даны еще в мае, в июне, скажем так, в этом году в августе тоже уже географы начали поздравлять друг друга, потому что действительно все любят свою профессию, да, и, так скажем, свое призвание. Но, тем не менее, пока это не прописано на официальном уровне. То есть пока этот праздник только на слуху. Опять-таки, это нужно все будет правительству реализовать до декабря 2019 года. То есть вот осталось пару месяцев буквально. И тогда можно уже говорить о том, что какие-то изменения здесь происходят. Что касается возвращения экзамена по географии, для нас это самый такой, наверное, важный, да, момент, который касается поручений президента. И действительно уже сейчас идет, как раз-таки вот на данном этапе, идет утверждение вступительных экзаменов в вузы на следующие годы обучения. Соответственно, сейчас уже мы можем посмотреть в разных вузах, насколько это будет реализовано. Вернется ли география вот в этот список, да, или не вернется. Один еще из моментов тоже это именно популяризация географии, что касается, это открытие центров изучения географии при вузах. Это одна из программ национального проекта образования, соответственно, тоже вот она будет реализована.
То есть в зависимости от того, насколько вот географические факультеты развиты в регионе, там тоже это может быть. Ну и сегодня тоже уже много про это говорили, я на этом подробно не буду останавливаться, только вот то, что хочется добавить, это про исследование PISA, соответственно. Ну и так, немножко по порядку. Демонстративная модель ОГЭ. Все уже видели, все читали? Главное изменение какое произошло в ОГЭ? Добавили одно задание. Да? Какого формата это задание? Вот оно сейчас перед вами на слайде. Работа с текстом, да. И вот эта вот работа с текстом, она сейчас идет красной нитью абсолютно везде. Начиная от тех международных исследований, тоже про PISA и ТМСС, заканчивая ОГЭ по географии. Сейчас здесь у нас есть работа с текстом. Соответственно, это и есть тот формат работы, да, на который мы должны обращать внимание и с которым работать. По сути, ничего такого кардинального тоже здесь нет. Здесь есть небольшой текст и вопросы по этому тексту. Их 3. Отличие этих вопросов в том, что они разноплановые. Да? Тут спрашивается и про политическую карту, тут спрашивается и про формирование воздушных масс, и про климатические зоны и так далее. То есть здесь несколько тем, так скажем, в одном вопросе спрашивают, в одном блоке вопросов спрашивают. Заданий теперь 29, и на решение ОГЭ по географии дается 2,5 часа. Следующий момент — это ВПР. Да? ВПР тоже относительно новый вид аттестации для России. Чем отличается ВПР от ОГЭ и ЕГЭ? Еще раз скажи. Чем? Что? 29? 29 заданий. 30. Да. 29 теперь заданий, да. И 2,5 часа. Промежуток времени, да, тоже изменился. 30 заданий было, 29 сейчас изменилось. По-моему, сейчас 30 осталось. Да. 29. В проекте, по-моему. В проекте, демо-версия, вот эта вот вырезка с демо-версии, там 29. Ну да, ладно, возможно, я там что-то не увидел, возможно, но по времени точно были изменения. Следующий момент. 30 заданий? Ладно, тогда спасибо, что сделали замечание, да, я, наверное, что-то просто пропустила. Да. 31? Ну да. 31. Там одно задание получается 2 балла, где-то с фермером остался. Поучаствовал. Коллеги, вопрос про ВПР. Чем отличается ВПР от ОГЭ? По ОГЭ все знания проверяются, а ВПР это только за один год обучения. Ну, можно, да, к этому тоже подвести, но главный формат работы, он в чем отличается? На что делает упор ОГЭ и ЕГЭ? На проверку знаний, да, у нас главный вопрос — это проверка знаний. ВПР на что делает упор? На проверку умений, да. Как эти знания применяются для решения какой-то задачи, конкретной задачи, которая дается учащемуся для вот этой проверки знаний. Соответственно, что если мы уже сталкиваемся с ВПР не первый год, соответственно, мы знаем, к чему готовиться, и все те умения, вот они сейчас вынесены тоже на слайде, да, все эти умения, они тоже должны развиваться по ходу изучения географии. То есть мы в 6 классе должны подойти уже не просто с теоретической подготовкой учащихся, а уже с тем необходимым набором, ассортиментом умений, которые должны обладать ученики 6 класса. Проблема ВПР в чем состоит? То, что некоторые задания не соответствуют программе, да, они не проходятся вот до того момента, когда пишется ВПР. Они проходятся немножко позже. Соответственно, это тоже нужно обращать внимание и составлять так, корректировать рабочую программу, чтобы эти задания уже входили, соответственно, в развитие этого потенциала. Что касается подготовки к ВПР, сейчас у нас существует учебное пособие, 15 типовых вариантов. От составителей ВПР тоже, соответственно, вы тоже должны их уже знать. Все это, весь сборник, можно посмотреть вебинар об этом сборнике, посмотреть, какие задания, как там, соответственно, все это реализовано. И по ссылке это представлено в интернет-магазин, где тоже это продается. Следующий момент популяризации географии – это участие в всероссийских олимпиадах школьников. Почему это важно? Потому что сейчас олимпиады развиваются не только на всероссийском масштабе, они развиваются на международном масштабе. Много проводится олимпиад, в том числе вот международная олимпиада по географии была, которая в этом году в Гонконге. Учащиеся России заняли 1 и 2 место. Это говорит о хорошем уровне подготовки. Да? И это все начинается именно с тех олимпиад, которые в школе происходят. Для подготовки к этим олимпиадам есть ссылка, где можно скачать задания прошлых лет тоже, да? По ним готовиться.
Следующий момент популяризации – это участие в русском географическом обществе, да, в географическом диктанте от русского географического общества. Почему это хорошо? Потому что там на этом сайте, да, тоже дана ссылка, где есть те задания, которые были уже в прошлых географических диктантах, использовались. Их можно использовать на урочной деятельности. Их можно использовать при подготовке к олимпиадам. Их можно использовать также для развития каких-то умений, да, при поиске, да, при анализе какой-то либо информации. Помимо этого, для подготовки к олимпиадам может помочь сборник задач и упражнений по географии. Вот сейчас на слайде представлены эти сборники. Возможно, вам известен автор этих пособий, это Иван Сергеевич Колечкин. Возможно, помните, были такие уроки путешествия по каналу «Моя планета». И вот Иван Сергеевич — это тот самый учитель, который вывозил детей по разным регионам и проводил такие практические задания. Они сейчас доступны, эти тоже видеозаписи этих уроков, они доступны в интернете, можно вбить уроки географии Иван Сергеевич Колечкин, соответственно, вы попадете можно посмотреть эти уроки. И вот как раз Иван Сергеевич воплотил в этом сборнике вот все те практические подходы, которые, так скажем, практиковал на этих уроках. Что здесь есть? Здесь опять-таки, обращаю внимание, красная нить, да, это работа с текстом. Сборник строится на работе с текстом, то есть дается текст. Он не просто, да, из учебника, он не просто какой-то из энциклопедии. Это текст может быть абсолютно любого формата, касаемо той темы, которая заявлена. Да, там, вот пока доступны часть первая, часть вторая, это география России, 8-9 класс. В дальнейшем, тоже через пару месяцев выйдет, уже обновится третья и четвертая часть, это будет география мира, соответственно. Сборник, в котором вышел, да, это сборник задач и упражнений по географии, это сборник функциональная грамотность, соответственно. Там есть и другие предметы, и вот наряду с другими предметами также есть и такой сборник по географии. Помимо того, что это работа с текстом, да, и упор делается именно на это, там собрано еще множество разных методик работы и с картографическим материалом, да, и с табличным, диаграммами, с флагами государств, с границами государств, то есть все, что интересно будет применять в школе. Что касается ПИЗа, вот не буду надолго на этом останавливаться, только хочу заметить, да, что действительно у нас есть приказ от Минпросвещения, который устанавливает ПИЗу как главную методологию, да, оценки наших достижений образовательных. Что это значит? Что теперь все те исследования, которые проводятся, они будут рассматриваться именно по компетенциям ПИЗы, во-первых. Во-вторых, это уже не просто так, этот приказ вышел, уже в этом году выбрали 14 регионов, которые будут вот в этом учебном году проводить ПИЗу. Вот все конкретно не помню регионы, там Бурятский, соответственно, Республика Бурятия, там есть Республика Якутия, Кабардино-Балкария, Липецк, Саратов и еще какие-то тоже регионы, такие их с разных регионов России, с разных частей России взяты были эти регионы. Почему я это упоминаю? Потому что каждый год эти регионы ключевые, они будут меняться. То есть, соответственно, через некоторое время тоже можете попасть под написание ПИЗы. Если мы говорим о том, что это становится повсеместно, значит, нужно готовиться, начинать к этому готовиться уже сейчас. И все, что может помочь к этому подготовиться, тоже можно как раз уже все эти сайты, не буду озвучивать, уже Ирина Леонидовна все это озвучила. Действительно, Центр АКО проводит все те вебинары, которые могут помочь и покажут, как оцениваются результаты ПИЗа, да, зачем они нужны и что с ними, как с ними можно работать на уроках уже непосредственно. Соответственно, какая главная закономерность ПИЗы? ПИЗа каждый год, каждые 3 года проводится, да, и проверяет она 4 вида компетенций. Глобальные компетенции не проверяются как задания. Глобальные компетенции проверяются как анкетирование учащихся и анкетирование администрации школы. Вот после исследования на саму ПИЗу дается 2 часа. За эти 2 часа ученик решает 4 задания, направленные на читательскую грамотность, математическую и так далее. А вот за последующие 45 минут учащийся пишет анкетирование. На что направлено это анкетирование? На выявление как раз-таки глобальных компетенций. Какие вопросы встречаются? Это насколько ты, как ученик, да, ощущаешь себя гражданином своей страны, насколько ты ощущаешь себя гражданином мира, в какой стране ты живешь, насколько многонациональна твоя страна, как уживаются народы в рамках твоей страны, как сформировано экологическое мышление, да, какие-то такие вопросы, как сформировано отношение к глобальным проблемам перенаселения и так далее. То есть все то, что касается глобальных проблем,
и каких-то глобальных вопросов, именно вот касаемо жизни в той или иной стране, все это тоже учитывается. И вот это вот анкетирование должно понять, в каких условиях учащийся развивается, да, и в 15 лет это показательный возраст перехода в какую-то осознанную взрослую жизнь. И вот здесь ПИЗа должна показать, насколько учащийся 15-летнего возраста готов оказаться в той самой взрослой жизни. Почему мы говорим про ПИЗу на семинарах по географии? Потому что непосредственно география тоже находит отражение в этом международном исследовании. Во-первых, это все то, что мы развиваем на уроках, это тоже есть та самая математическая, читательская грамотность, естественно, научная, и даже отчасти финансовая грамотность, да, тоже попадается на уроках. Но главный момент взаимосвязи географии и ПИЗа – это именно развитие тех самых глобальных компетенций. Потому что ни один другой предмет не ставит упор, да, на развитие каких-либо навыков, которые развиваются именно на географии. География проходит все национальности, география показывает, в какой стране, в каком регионе учащийся живет, да, какие экономические взаимосвязи у этого региона со всей страной или со всем миром. То есть все то, что вот именно складывает географическую картину мира, все то, что складывает научную картину мира, это дает география. И как раз-таки вот это вот мировосприятие, да, насколько, которое проверяется в глобальных компетенциях у ПИЗы, это именно задача географии, показать ребенку, в какой стране, как он живет, да, и какие, так скажем, взаимосвязи есть в мире, в принципе. Поэтому география очень важна для ПИЗы, и ни один другой предмет не справится с этой задачей лучше, чем география. Следующий момент – это концепция географического образования. Что она принесла? Во-первых, первая часть говорит о том, что география – это действительно уникальный предмет, да, который в себе аккумулирует все науки, в принципе, который совмещает и экономические подходы, и физико-географические подходы. Это первый момент. Второй момент – это концепция перечисляет все те проблемы, которые есть в школе. Это и низкая мотивация детей, это и то, что низкая квалификация педагогов, когда идет совмещение, да? Не все географы являются чистыми географами, это могут быть химик-географ, это может быть биолог-географ и так далее. То есть от этого тоже есть некий процент понижения качества образования. Следующий момент – это нехватка молодых специалистов в школах, то, что сейчас тоже мало выпускников педагогических вузов идут работать именно в школу. И следующий вопрос, да, это материально-техническое обеспечение школы. Тоже подчеркнуто, что это тоже есть проблема, которая касается всех регионов. Ну и основные направления реализации концепции. О чем говорит сама концепция? Во-первых, это обязательное введение курса или хотя бы модуля географии родного края. То есть, почему это тоже, да, подчеркнуто, обязательного курса? То есть этот курс должен быть прописан в рабочей программе. Второй момент – обеспечить соответствие учебно-методических комплексов возрастным особенностям учащихся. Но это скорее и к нам вопрос, как издательствам, да, чтобы сделать это, но тем не менее все изменения, которые происходят в УМК, они делаются на основе как раз-таки работы и с учениками, да, их мнения, и работы с учителями тоже. Третий момент – использовать потенциал географии как яркого, увлекательного и образного предмета, но здесь встает вопрос, что мы до этого раньше этого не делали, конечно, делали. Вот как, почему это направление реализации здесь заявлено, тоже немножко непонятно. Обеспечить комплексный подход в изучении социальной, экономической и физической географии. Тоже как бы есть такая проблема, да, у нас нет интегрирующего курса, но тем не менее какие-то темы, они в любом затрагивают случай, да, и ту часть географии, и другую. И внедрение в образовательную практику дистанционных образовательных технологий, что тоже сейчас одним из актуальных тенденций развития является. Следующий момент, это что касается, поговорили, что касается тенденций развития именно в школе, да, а сейчас хочу обратить внимание на школу, да, и на некоторые проблемы школы. Например, отсутствие мотивации ставят многие вопросы, да, это отсутствие мотивации у детей. Почему она отсутствует? Потому что не совсем школьное, так скажем, образование сейчас ориентировано именно на то поколение, с которым мы работаем. Оно скорее ориентировано на, так скажем, детей, которые были 20, 10-15 лет назад. Но сейчас пришло совершенно другое поколение. И вот сделать немножко упор тоже на этом хочу. Вообще начнем со школы. Как развивается школа? Вот на слайде сейчас представлено 3 этапа таких главных, да, развития школы. Первый этап – это классическая школа, второй этап – это информационно-образовательная среда, и третий этап – инновационно-образовательная среда. Как вы думаете, на каком этапе сейчас мы находимся, как среднестатистическая российская школа? Какой из этих этапов мы уже прошли или куда движемся? Значит?
До второго этапа мы уже дошли? Да, дошли. Почему? На каких основаниях можно сделать этот вывод? Смотрите, главное отличие классической школы – это получение знаний. Главная цель, да, этой классической школы – получение знаний. Главная цель информационно-образовательной среды – это получение навыков и умение работать с информацией. Вот мы можем полноценно уже сказать, то, что мы перешли на эту вот ступень, где наша задача дать учащимся навыки умения работать с информацией. А что проверяет ЕГЭ и ОГЭ? Наличие этой информации, да, просто знание того или иного. У нас навыки и умения, да, проверяет единственный вид аттестации – это ВПР. И то это натянуто, можно сказать так. Все остальное, наш вид аттестации проверяет именно наличие этих самых знаний. То есть это тестовая работа, да, это какой-либо вид работы непосредственно. Есть в неком процентном соотношении и в ЕГЭ, и ОГЭ, да, работа с картой, работа с планом и так далее. Но это ничтожный процент от общей массы, когда мы говорим о проверке именно знаний. И третий этап, инновационно-образовательная среда, он у нас уже в школах есть. Здесь что отлично, да, это школа в этой среде становится площадкой для реализации практической и проектной деятельности. У нас делается упор на проектную деятельность? Сейчас будет делаться во всех школах. К чему я веду, да, 10-11 класс и 9 класс. Сейчас какой появляется новый вид оценки? Индивидуальное проектирование, да, индивидуальный проект. Он действительно сейчас уже развивается, поэтому мы можем говорить о том, что у нас проект пришел в школу. Можем. Соответственно, у нас есть задатки всех этих 3 этапов. И мы действительно уже ушли от классической школы, но мы еще не дошли ни до 2 этапа, ни до 3. Почему? Потому что у нас не создано пространство открытой и доступной информации, у нас существуют ограничения контента, у нас существуют ограничения материально-технической базы, но тем не менее мы движемся именно в этом направлении. И как раз мы говорим уже и про 3 этап, что проектная деятельность действительно сейчас становится важна. Да, и это действительно уже пойдет в аттестат, и она должна быть не просто ради галочки, она должна быть для того, чтобы учащиеся научились применять свои знания. Почему это важно? Давайте вспомним какую вещь. Когда ученик заканчивает школу и приходит учиться на 1-й курс в университет, что ему говорят? Забудь все, чему тебя научили в школе. Мы тебя будем учить по-новому. Отучился он 5 лет в университете, или там сейчас 6, да, сколько лет? Пришел работать, что ему говорят? Ну там, да, 4, 5. Опять, да, ему говорят, что там в университете это теория, мы сейчас тебя будем другому учить. Соответственно, у нас получается что? Что мы в школе потратили большое количество времени впустую, да? Нам попросили все это забыть. Потом мы пришли в университет, опять там забыли все то, что там чему научили, опять научились новому, и опять пришли, и опять та же самая проблема. Суть в чем? То, что сейчас задача школы сделать так, чтобы эти 11 лет они не пропадали. И чтобы уже в школьное время мы нарабатывали те навыки, которые действительно нам будут пригождаться в дальнейшей профессиональной деятельности. О чем я говорю? Это те самые метапредметные навыки, да, которые не в зависимости от узкой специализации, они могут быть полезны всем. Это и организация деятельности, да, как таковой, это все те регулятивные универсальные учебные действия. Это коммуникативные навыки, это умение общаться в обществе, да, находиться в обществе, выстраивать какие-то коммуникации, связи налаживать и так далее. Это именно тоже задача метапредметного характера. И познавательная деятельность, и все, что мы говорим именно про метапредмет, это все и должно сейчас быть развито на уровне навыков. То есть на предметной основе развивать метапредмет. И как раз таки вот наша цель — это уйти от предметной составляющей школы именно в метапредмет. Почему еще это тоже, да, это и важно, если мы посмотрим, например, на сайтах поиска работы, какие компетенции требуются у нового сотрудника, да, предъявляются новому сотруднику, то они полностью совпадают с теми, которые мы развиваем в ходе вот развития метапредметных навыков. Именно ради этого, да, и вводится проектная деятельность в школе, практическая деятельность на новый этап переходит и так далее. Что касается тех самых детей, да, почему они сейчас говорят, что они не мотивированы? Потому что они ожидают от школы нечто другого. Приходя в школу, они хотят именно, вот как тоже Ирина Леонидовна сегодня говорила, они хотят что-то делать, чем-то заниматься активно, не просто слушать, не просто читать, они хотят что-то сами делать. То есть вот эта вот активная деятельность, для них она сейчас очень важна. Для них важна именно персонализация, то, что и практичность.
Они должны знать, что то, что они сейчас делают на уроке, им в дальнейшем пригодится. Они это могут где-то применить. Да? Это не просто так, это не просто, чтобы заполнить свою коробочку, а то, чтобы это пойти и в жизни где-то что-то с этим сделать, то есть применить. Это первое. Второй момент касаемо этого нового поколения, это то, что они родились в эпоху цифровизации, да, когда уже все, что, так грубо говоря, касается их бытовой деятельности, связано со смартфонами, компьютерами, интернетом и так далее. И то, что они вот именно сейчас родились, и детство, и юношество, да, и проходит именно в эту пору, связано то, что они не понимают, как может быть по-другому. То есть это норма. То, что было до этого, они не знают, они не могут сравнить, как было до этого, как можно жить без телефона, да, что там идти в соседний, грубо говоря, дом, чтобы кому-то позвонить по городскому телефону или вообще отправлять письма, так скажем, в распечатанном виде, фотографии отправлять в конверте. Для них это странно, непонятно, если сейчас все это делается через смартфон. Эта тенденция также видна и в общении, да, если раньше общение вот как раз было через письма, там люди с разных городов общались с помощью написания письма. Потом с помощью звонков, да, когда мобильная связь уже начинала разрастаться, это было сделано с помощью звонков. Потом в моду вошли e-mail, то есть в интернете тоже писать письма тоже было, так скажем, распространено. А что теперь? Как мы теперь общаемся? С помощью каких программ? Быстрые сообщения, да, WhatsApp, Viber, там вот эти вот социальные сети, это быстро. Там не нужно ничего писать, заклеивать, отправлять, кому-то звонить, тем более, да, отвлекать человека. Сейчас звонок даже является уже какой-то некой переступлением, да, грани. Вот сейчас просто пишешь сообщение мгновенно, человек, когда видит это, он тогда тебе отвечает, да. И там тоже можно пересылать файлы, там можно пересылать фотографии. Сам формат общения у них изменился. В этом есть какие-то положительные черты, в этом есть отрицательные черты. Отрицательная черта в том, что коммуникативные навыки у детей этого поколения, они становятся не до конца развитыми. Как раз таки вот общения, живого общения не хватает. И, соответственно, почему тоже один из фактов, да, подтверждающий это введение устного экзамена по русскому языку. Его ввели не просто так, его ввели потому, что у детей отсутствуют именно коммуникативные навыки, они не умеют выстраивать свою речь, высказывать свои мысли грамотно, да, доносить до собеседника то, что они хотят сказать и так далее. То есть проблема с этим тоже связана. Но то, что это поколение более цифровизировано, да, и оно все вот обычные операции выполняет с помощью устройств, да, это ведение календарей, это ведение кошельков онлайн, это все, что можно перенести в эпоху вот, в компьютер, да, в смартфон, они это все с удовольствием туда переносят. И именно на это должен быть и школьное образование делать упор тоже. То есть все, чему мы можем, все, как мы можем использовать эти средства новые на уроках, мы должны это использовать. Почему? Потому что они с этим работают. И им нужно учиться работать именно с этими технологиями, а не с тем уже, что им может не пригодиться. Но здесь тоже вот нужно именно гармонично сочетать все то, что они могут сделать без технологий, и все, что они могут сделать с ними. Потому что мало ли что может случиться. Интернет тоже может быть не вечен. Разные ситуации возможны, да, когда интернета не будет, допустим. И они должны понимать, как прожить без него. Как можно написать письмо, да, без этого, грубо говоря, интернета и так далее. То есть именно не забывая про базовые навыки, нужно развивать тем навыкам, которые сейчас актуальны. Ну и, соответственно, главный помощник ребенка в школе, да, это учебник. Учебник и все, и тот учебно-методический комплекс, который тоже с этим связан. И учебники в этой современной школе, они тоже должны быть другими, они должны развиваться. Соответственно, вот какими, на наш взгляд, должны быть современные учебники, соответственно, что должно отличаться. Сразу, да, скажу, это те изменения про ФПУ, которые мы говорили уже. В ФПУ осталось две линии учебников. Первая линия учебников – это «Полярная звезда» издательства «Просвещение». Вторая линия учебников – это линия под редакцией Климановой, издательства «Дрофы», российской корпорации, соответственно, российский учебник. Что можно сказать про эти линии, про эту линию, соответственно? Полярная звезда отличается от других линий, существующих ранее, да, которые выбыли из перечня. По каким основаниям? Во-первых, это уже идет главный подход этого линии УМК в самостоятельной деятельности ученика.
То есть это его инструмент. С помощью учебника и других каких-то вещей, да, входящих в УМК, учащийся должен развивать все самые необходимые ему навыки и компетенции. Он должен не просто узнавать информацию из этого учебника, он должен работать с этой информацией с помощью этого учебника. То есть это некий инструмент, инструментарий как для ученика, так и для учителя. Чем это достигается? Дальше какие есть методические особенности этого учебника? Во-первых, сама структура параграфа. То, что она разделена оформленчески, это да, это тоже так многие учебники делаются. Здесь еще другой момент. Здесь в учебнике есть все то, что может пригодиться на уроке. То есть, если нужна практическая работа, здесь есть практическая работа. Рубрика называется «Шаг за шагом». Если здесь нужна работа с картой, есть рубрика «Читаем карту». Если здесь нужна работа с номенклатурой, есть «Откройте атлас» рубрика. То есть все то, что должно быть в уроке, уже есть в этом учебнике, в каждом параграфе. Задания после параграфа тоже отличаются от других, они разделены на 3 типа. Первый тип — это «я знаю», то есть просто на проверку знаний, ничего более. Это «я могу», уже с упором на практическую какую-то деятельность, то есть как это знание применяю, да, в этом учебнике, в этом задании. И следующий момент, самый интересный. Это мне интересно. Рубрика называется «Что здесь есть?». Во-первых, это творческие задания, это исследовательские задания. И третий момент – это краеведческие задания. То есть мы, начиная с 5 класса, уже изучая какие-то географические особенности, да, начинаем изучать эти географические особенности и на примере своей местности. То есть в теме рельеф у нас в конце параграфа будет вопрос, да, посмотрите на рельеф своей местности, какие формы рельефа вы можете выделить и так далее. То есть привязка, завязка, да, к дальнейшему изучению здесь тоже уже есть. Следующий момент, наверное, гордость главная этого учебника, это выделенная серия параграфов, называется «Научимся с полярной звездой». Чем они интересны? «Учимся с полярной звездой» — это не теоретические параграфы, это практические параграфы. Тоже есть исследования, есть какая-то мини-проектная деятельность, есть другие виды работ, соответственно. Чем это хорошо? То, что зачастую в рабочей программе сложно найти время, да, для полноценной практической или проектной деятельности. Здесь программа дает целый час на проведение такого вида работы. Вы можете использовать то, что есть в учебнике, а можете использовать то, что сами подготовили для этого урока. То есть здесь хорошо тем, что есть целый дополнительный час, который встроен в рабочую программу без потери качества содержания. То есть он идет по плану того, вот, как задумали это авторы, соответственно. Что еще касается этих учебников, это наличие мини-атласа в каждом учебнике. То есть, если ученик забывает или вдруг не покупает атлас, да, тоже такое бывает, то вот набор мини-атлас может в какой-то степени в этом помочь. То есть уже реализован атлас. Да. Но тема населения там полностью отсутствует. Смотрите, почему тема населения отсутствует. Я сейчас объясню. Вот то, что вы сейчас видите на экране, это обновленная версия. Это вот в ФПУ вышел в декабре, вот этот учебник стал актуален. До этого был актуален старая версия «Полярной звезды», население там, в 8 классе. Да, но нам закупили учебники в 9, мы не закончили Да. книгу, и нам закупили эти учебники. Вот. Как работать? Где найти планирование? Как спланировать работу? Спланировать работу — это уже вы выбираете из 9 класса, уменьшаете количество часов на регионы. В регионах есть, где, скажем так, уменьшить это количество часов. Уменьшаете там 2-3 часа, на тему населения выделяете. С помощью всех тех средств, про которые я сейчас буду рассказывать, можете это реализовать. Там есть, у нас есть электронное приложение, где есть все по населению. А есть планирование? Планирования такого четкого нет. Есть рабочая программа, которая под новый учебник сделана. Вот ее я могу вам скинуть. А вот программа с изменением населения нет, потому что мы не можем ее сделать на официальном уровне, потому что у нас линия цельная. А вот проблема возникает, то, что вы с Домогатских перешли, наверное, или откуда? С какой линии? С Дрофы? Ну там да, и в Дрофе, в русском слове там были проблемы, не проблемы, просто это разное рассмотрение материала. У нас это рассматривалось вот в таком виде, а у них рассматривалось в другом виде. Но, соответственно, мы население перенести в 9 класс не можем. Почему? Потому что мы и так хозяйство уже перенесли в 9 класс. Раньше, вот старая версия «Полярной звезды» была в 9 классе, изучались только регионы. Там были природно-хозяйственные зоны и регионы. То есть сейчас вот новое обновление «Полярной звезды» — это хозяйство в 9 классе. До этого и было все это в 8. Но по порядку, соответственно, 5-11 класс, весь УМК, 5-9 класс авторы Алексеев, Николина, Липкина, в 10-11 классе, во-первых, 2 учебника для каждого класса, для 10 для 11, это первое. Второе замечание, то, что в учебнике есть и базовый углубленный уровень.
То есть если вдруг возникает потребность в углубленном уровне, то можно тоже использовать эти учебники. Как там реализован вот углубленный уровень? Там просто каждому параграфу, да, вот базовому дополняется еще теоретический блок. Но он также уже содержит ту же самую структуру, да, есть все те же задания, которые обычно содержатся в параграфе. Что касается... По порядку, да, пойду. Есть еще рубрика. Вообще много кто работает с полярной звездой? Это, может быть, я просто так это все говорю? Ну, начали, да, я поняла. Я поэтому сейчас и хочу рассказать вот эти вот особенности, чтобы вы понимали, на что обратить внимание. В оформлении тоже есть некие особенности. Вот все те рамочки, которые здесь есть, это вот и синие, зеленые, там, красные, это все рубрика называется «Легкий экзамен». Начиная с 5 класса эта рубрика существует, она выделяет все термины, определения, факты, все то, что упоминается и может пригодиться именно вот в итоговой аттестации, ну или в какой-то другой виде проверки знаний и навыков. Соответственно, все рубрики тоже вот шаг за шагом, да, например, все это выделяется, все это понятно, визуально становится, где, с какой рубрикой нужно работать. После параграфа, соответственно, тоже вот все те рубрики, которые я рассказывала, они тоже плашечками отмечены. И понятно, какие задания относятся к «я знаю», а какие к «это мне интересно». Следующий момент. Упор делается, опять-таки, да, что это самостоятельная деятельность ученика. На фоне фундаментального теоретического содержания все задания направлены либо на инициирование исследовательской деятельности, то есть на расширение, да, вот того, что они получили в учебнике, с помощью вот тех самых навыков, да, которые предполагают развитие. И второй момент – это разнообразные варианты представления и работы с информацией. То есть тот текст, который есть, мы должны его интерпретировать и представить его в виде схем, диаграмм, таблиц и все то, что делает это визуальным, да, подход более визуальный. Следующий момент по самому УМК. Есть методическое сопровождение и есть рабочая программа. Вот сегодня у меня это все есть с собой, поэтому кому нужно будет, да, я могу это скинуть. Это нельзя скачать и это нельзя купить. Можно купить только рабочую программу. Ничего подобного, и рабочую программу нельзя. Ссылка у меня есть там на нее, прям вот на сайте. Я ходила, там писали, что в отпуске, а потом вообще не отвечают. В отпуске? Да. Это про кого? По просвещению там методистова. Ну, я методист из географии, там, скорее всего, это мне писали. Но в любом случае, смотрите, я сейчас могу скинуть. В июле я писала. В июле я не была в отпуске точно. Но это сейчас вообще не это мы должны обсуждать. Это потом, если хотите, действительно подойдите, я вам это все скину. Ссылка, вот на следующем слайде будет ссылка. Кому нужна печатная версия? Вот именно печатная вот рабочая программа, потому что есть, когда проходят какие-то проверки в школе, да, их нужно покупать. Нужна. Вот по этой ссылке там интернет-магазин просвещения. Почему я советую именно его? Потому что там цены будут всегда ниже, чем они есть в других магазинах. Сейчас я вам... Не сейчас, попозже немножко будет слайд, я вам покажу, там именно ссылка. Как отличить программа новая или программа старая? Да, вот сейчас вот на этой рисунке. Вот здесь, получается, справа с лицевой стороны есть рисунки учебников полярной звезды. Вот обратите внимание, когда вот на этих учебниках вот эти вот маленькие изображения будут с правой стороны, их будет 4 штуки вот прямо здесь. Вот этот учебник будет здесь. Это новая программа. Если эти же изображения, их будет больше, и они будут в кругляшках, да, в таких, это старая программа. Вот здесь момент тоже очень важный, потому что если вы купите старую программу, она не подойдет под тематическое планирование вот того вот новых учебников, которые вы закупили, соответственно. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Методическое сопровождение – это по урочной разработке, они тоже есть каждому классу, они тоже у меня сейчас с собой здесь есть. Поэтому, если кому-то нужно, то можете прямо подойти, это все скинуть, соответственно. Еще возможен какой вариант, даже, наверное, так будет проще, чтобы сейчас это все не делать. Давайте я пущу лист, да, и кому нужно, вы мне напишите свои контактные данные и почту. И на почту я вам это все пришлю, так будет удобно. Что касается дальнейшего, да, состава УМК, это атласы контурной карты, это есть для каждого класса. Атлас для 5, 6, 8, 9, 10, 11 совмещены. Контурные карты, они для всех классов в единичном классе, скажем так. И комплект рабочих тетрадей тоже для этого учебника есть. Это мой тренажер, это сборник всех таких заданий, которые на функциональную грамотность, на работу с картой, на работу с текстом, на житейские какие-то такие задания тоже есть. Есть новый сборник практических работ. Отличие этого сборника в том, что как раз-таки в практической работе представляется ситуация, где нужно применить географические знания.
Ситуации и методики вообще к подходу, да, в этих работах, каждая работа разная. Там в каждый раз нужно будет какую-то интересную работу тоже выполнять, но об этом тоже немножко позже расскажу. Проверочные работы – это уже такое, так скажем, начало подготовки к итоговой аттестации с 5 класса. Задания похожи, да, на те, которые встречаются в итоговой аттестации, но они, соответственно, по уровню 5-6 класса будут немножко легче. 10 заданий, первые 6 заданий – это тест, потом 2 задания идут это на соотношение, на заполнение таблиц или что-то другое. И 2 крайних задания – это работа с картой, это работа с планом или вот еще какие-то более сложные задания. Ну и так как сегодня количество времени для выступления небольшое, вообще тема, да, заявлена была как методика формирования цикла деятельностных уроков. Это большая методика, которая рассказывает организует форму работы, да, возможную форму работы в виде циклов деятельностных уроков. Я сейчас очень вкратце покажу, что здесь есть, и презентацию вы, соответственно, можете скачать и это все посмотреть уже более подробно. Почему это все, я про это рассказываю, да, про эту форму работы? Потому что она совмещает в себе несколько сразу целей. Во-первых, мы организуем свою работу, когда у нас каждый урок отвечает за развитие того или иного направления, которое мы сами выбираем и конструируем, соответственно. Во-вторых, это детям тоже полезно, да, когда они работают не просто каждый урок что-то новое, да, они работают в системе, и они понимают, что нужно, какие этапы нужно пройти для реализации той или иной вида деятельности. И самое главное, здесь конечный результат этого цикла, он должен быть выражен в виде либо практической деятельности, либо проектной деятельности. То есть, опять-таки, на применение того, чему мы научились за все уроки, реализовать на каком-то проверочном уроке. Из чего состоит цикл? Урок открытия нового знания, урок отработки навыков рефлексии, урок творчества, урок развивающего контроля, урок обобщения построения системы знаний. И вот 6-й урок, урок обобщения способов деятельности, он как раз и показывает, дает нам, да, какую-то практическую работу или проектную работу. Какой из этих уроков вам не знаком? Вот 5 уроков, они по ВГОСу. Все они упоминаются в ГОСе так или иначе. Один урок там не упоминается. Вот какой? Способов деятельности, да, совершенно верно. И этот урок именно разработан был под эту теорию цикла деятельностных уроков, да, под эту форму деятельности. Он создан для того, чтобы создать ту ситуацию, где ученик применяет знания на практике. Ну, соответственно, тоже все расписывается, когда, зачем, что мы делаем, как мы это вставляем в программу. Вот здесь немножко поясню. Там подразумевается 6 уроков, да, если мы говорим, что там 6 элементов цикла, 6 уроков. Но в географии, как правило, 6 уроков вот один за одним по одной теме сделать нереально, невозможно, да, в каком бы классе это не было. Здесь что можно делать? Можно их объединять. То есть на одном уроке делать 2 элемента цикла. То есть и урок открытия нового знания, допустим, и урок отработки навыков и рефлексии. Или урок творчества и урок развивающего контроля. Каким-либо образом совмещать. Это первый вариант. Второй вариант – это перестроение тем. Да? Таким образом мы берем, например, раздел какой-то, и по разделу уже можем перестроить темы так, чтобы они совпадали по тем видам деятельности, которые мы планируем в этом цикле проводить. Ну, то есть тоже здесь это все указано. Если по циклу тоже могут возникнуть какие-то вопросы, можете мне написать на электронную почту. Я буду более подробную уже презентацию по этому всему могу выслать. Каждый урок расписан, в каждом уроке есть некие рекомендации, что мы на нем делаем. Вот на первом уроке открытия нового знания, советуется создать теоретическую базу. То есть здесь вот можно объединить даже несколько тем, несколько параграфов, и от этого уже, соответственно, дальше работать, отрабатывать навыки, проводить урок творчества. А на первом уроке сразу пройти несколько, там, 2-3 параграфа, если это возможно по теоретическому содержанию. Обязательно на каждом уроке должна быть рефлексия, чтобы учащийся понимал, на каком этапе вот этого действия он находится, да, и к какому результату он идет. Рекомендация для второго урока, то, что отработка навыков должна быть на разнотипных задачах. Да? Если мы будем одну информацию отрабатывать на одном типе задач, у нас складывается навык работы с этим заданием, да, решение этого задания. А нам нужен навык применения информации в разных, скажем так, задачах. Поэтому здесь тоже на это обращать внимание нужно. Урок творчества. Здесь, в принципе, самый стандартный урок творчества, да, или исследования, там, где мы все вот необходимые нам навыки творчески развиваем. Единственное, здесь важно подбирать тему творческую, да, она должна быть нетривиальной, то есть она не должна лежать на поверхности, над этим нужно работать. И это вот как раз здесь ложится задача именно на учителя, чтобы выбрать ту самую тему, которую ребенок найдет не первой ссылкой в Яндексе.
чтобы он приложил какие-то усилия, чтобы это все сделать, соответственно. 4-й урок – это урок развивающего контроля. Здесь важно проверить, все ли мы делаем правильно, в ту ли сторону мы движемся, да, и куда мы будем двигаться дальше. Последние 2 урока, вот 5-й урок – это обобщение построения системы знаний, это обычный обобщающий урок. Он, в принципе, даже по структуре может не отличаться от обычного обобщающего урока. Здесь важно что? 2 вещи. Здесь важно показать, что эти 5 уроков мы не просто так делали, да, мы движемся вот к тому, чтобы это все на практике применять и как мы это будем применять. Это первый. Второй момент, на вот этом уроке должно быть коллективное обсуждение и рассуждение. Почему? Потому что у нас прошло уже 5 уроков по этой теме, и у каждого ученика сложилось свое мнение касаемо этой темы. Оно может быть ложное, оно может быть не совсем верное, оно может быть абсолютно верное, да, и так далее. Но оно у каждого свое. И вот на этом этапе, да, мы должны обсудить, как эту тему увидели разные ученики. Когда будет это обсуждение, тогда уже будет какое-то более, так скажем, объективное мнение по этому поводу складываться. Ну и 6-й этап, да, это обобщение способов деятельности. Это либо практика, большая, хорошая практическая деятельность, да, либо проектная деятельность. Проектная деятельность, здесь тоже много нюансов. Проектную деятельность в один урок мы не разместим ни в каком виде. Это либо мини-проектная деятельность, проектные задания, да, тоже вот, что касается небольшой урочной деятельности. Либо мы действительно можем создать проектную деятельность, большую, полноценную, но мы должны отложить на это какой-то определенный промежуток времени. То есть, если мы эти циклы, допустим, задумали провести в октябре, то проект мы должны оставить на полгода и посмотреть, что получится, например, в марте, да, или там в апреле, или в мае, когда будет уже более раскрепощенный график. То есть вариантов тоже, как мы воплотим 6-й урок, он может быть разный. Вопрос только в том, чтобы, если мы это все вдруг оставляем на какой-то большой промежуток времени, сейчас очень много видов дневников проектов, да, там, то есть мы эту деятельность должны контролировать. Во-первых, во-вторых, мы должны ее обязательно проверить. То есть если мы в марте или в апреле забываем это проверить, то можно сказать, что мы просто так провели все вот эти вот циклы, да, мы это не закрепили вот той практической деятельностью, которая должна быть. Дальше, ну это вот что касается циклов, тоже вопросов, я думаю, так как я сейчас это очень вкратце рассказала, вопросов может быть много. Поэтому если кого-то это действительно заинтересовало, напишите мне, я вам скину большую презентацию, где более подробно с примерами это уже все разбирается. Что касается примеров, они тоже вот есть и в этой теме, в этой презентации, можно тоже будет посмотреть. Например, вот тема для 9 класса, это учебник полярной звезды, тема северо-запад, 5 часов. Да, вот мы возьмем эту тему и рассмотрим, как в 5 часов можно уложить этот цикл. Первый урок мы берем сразу 2 теоретические темы, складываем тот самый фундамент. Второй урок мы берем тему хозяйства, где как раз есть возможность, да, отработки тех самых навыков и умений. Дальше мы берем урок творчества. Здесь хорошая тема подходит для этого Санкт-Петербург, как 2-я столица России и так далее. То есть мы здесь занимаемся творческой деятельностью. 4-й урок мы никакой новой информации мы не изучаем, мы только проверяем, как мы усвоили все вот до этого пройденное. Соответственно, и на 5-м уроке мы совмещаем вот эти вот 2 урока. На самом уроке мы проводим обобщающий урок. А 6-й урок мы оставляем на домашнее задание и даем параграф «Учимся с полярной звездой». Это тоже небольшая проектная деятельность. Там нужно выполнить работу именно по этому экономическому району и, соответственно, сделать электронную презентацию по этому району. Можно выполнить это задание, можно выполнить какой-то другой вид деятельности, который вы сами им предлагаете, да, по своим каким-то методическим разработкам. То есть в любом случае мы сюда вставляем то, где мы это все применяем, эти знания, и проверяем и получаем непосредственно результат. Таким образом мы в 5 часов уложили вот этот вот цикл уроков. Можно сокращать, да, а можно наоборот увеличивать. Это показано все, что используется, соответственно. Следующий пример будет, где 10 часов выделяет тематическое планирование, это тема литосферы, там это тоже еще, кстати, вот по-старому, там сейчас немножко меньше будет в 5 классе часов, там 8 или 9 часов, но не суть. Суть в том, что посмотреть просто, как это все можно раскидать на 10 часов. У нас есть 10 уроков, мы хотим провести цикл. Здесь будет в зависимости от ваших желаний, да, то есть если вы хотите направить этот цикл на развитие проектной деятельности, то мы быстренько проводим вот эту вот теоретическую часть и переходим к 5-6 уроку. Да? Там, то есть, оставляем на 5-6 урок времени больше, чем на первые уроки открытия нового знания.
Если мы наоборот хотим, так как тема сложная, да, и мы хотим все-таки полноценно эту тему пройти, изучить именно с практической стороны, с практической точки зрения, мы можем построить это так. Первые 4 урока мы отдаем под урок открытия нового знания. То есть все 4 урока мы узнаем новый материал, мы его не просто даже узнаем, да, мы это совмещаем с отработкой навыков. То есть непосредственно и теория, и какие-то практические задания мы сюда включаем. После этого 2 урока мы посвящаем тоже уроку отработки навыков и рефлексии. Здесь мы берем уже 2 таких важных параграфа, это горы и равнины. Соответственно, рассматриваем тоже уже на 2 уроках полноценных, рассматриваем 2 эти темы. На 7-м уроке мы делаем урок творчества, литосфера и человек, прям тему из параграфа, из учебника можно взять. Урок развивающего контроля тоже мы это не берем ничего нового, уже смотрим, как у нас все хорошо получилось. Дальше мы делаем 9-й урок, опять-таки обобщающий, и на 10-м уроке опять мы можем дать вот в качестве обобщения знаний учимся с полярной звездой. Там представлено, вот рассматривать, если те параграфы, там представлен скульптурный портрет планеты, это тоже мини-проектная деятельность. И мы завершаем как раз вот этим параграфом, завершаем этот цикл. Я рассказываю это на полярной звезде, потому что работаю с этим учебником. Этот цикл можно строить абсолютно по разным учебникам. Это не привязано ни к географии, во-первых, да, это можно делать на любом предмете. Это сама форма организации вот уроков непосредственно. Это можно делать с любым предметом, это можно делать с любым учебником. То есть неважно, на каком УМК, по какому вы работаете, да, это можно просто подстраивать теоретический материал, рассмотреть методический аппарат, который вы можете здесь применять, да, или добавить что-то свое и так далее. И вот именно на любом УМК вы можете это делать. Опять-таки примеры, как это все реализовано, тоже есть. И что касается уже непосредственно тех вещей, про которые тоже как вот новичкам в полярной звезде хотелось бы вам рассказать. Ну, про программу, вот эта ссылка, вот прямо на нее нажимаете, переходите в интернет-магазин, это новая программа. Там ее вот можно купить. Главное, посмотрите, да, чтобы вы вдруг там никуда не отправили на другую ссылку, чтобы учебники полярной звезды были вот здесь и были вот именно в том плане, да, с теми картинками, как я вам рассказала. Они должны быть справа и в квадратиках. Методические сопровождения я вам рассказала. Что касается всего остального, сейчас это я вам пытаюсь рассказать. Практические работы, тоже как они выглядят, как выглядят проверочные работы, на что они направлены, соответственно, как они на что ориентируются. Практические работы, во-первых, они ориентируются под сам учебник, да, под тематическое планирование, это первое. Второе, они отвечают всем тем работам, которые уже прописаны в примерной общеобразовательной программе. Помните, да, там есть список рекомендуемых практических тем, практических работ. Вот как раз все эти темы, они учтены в этих работах, практических есть. Следующий момент, как они выглядят, с чего начинается? Ну, конечно, начинается с темы, потом идет вступительное слово. Вот здесь как раз идет тот момент мотивации, да, зачем эту тему нужно изучить. То есть где в дальнейшей жизни она мне может пригодиться, как я ее могу реализовать уже в каких-то своих потребностях. Цель задачи, это, как всегда, есть рубрика «Пригодится» и есть QR-код. В рубрике самой прописывается, что нужно при выполнении этой работы, а в QR-коде есть ссылка на Яндекс.Облако. Переходя на него, там есть дополнительная информация по каждой работе, которую также можно использовать. Сама работа, да, она также с картами, с рисунками, с таблицами, то есть все, что нужно для выполнения этой работы, все там имеется. Ход работы, подведение итогов уже идет с основами рефлексии, тоже учтенными, да, то есть не просто по предмету, а уже по своей деятельности в том числе. Примечание учителя, ну и отметка соответственно. Как я уже говорила, здесь учитывается множество разных методик, да, работы, причем тоже уже более такие, и как раз встречаются те, которые забыты, например, каталог горных пород, да, их можно сделать в виде буклет-раскладушки, просто буклета можно сделать с помощью сайта, презентации и так далее. То есть варианты работы тоже здесь предоставляются. Есть такие виды работ, например, как географический квест, да, где с помощью знания координатной сетки, да, умения работать с координатами, проходит ученик какую-то такую интересную, можно сказать, игру. И проверяет свои знания, соответственно, и в интересной форме тоже это делает. Сейчас они доступны только для 5-6 класса, готовятся к выходу 7 класс, 8-9, соответственно, тоже. Тоже ссылка на интернет-магазин, там тоже цена будет ниже, чем на всех других перекупщиках. Единственный момент, то что здесь сейчас их уже в наличии нет, но сейчас идет доп. Тираж, и через месяц где-то они должны появиться в интернет-магазине. То же самое касается и проверочных работ, там тоже ссылка тоже была в презентации. И следующий момент – это электронное приложение. Электронное приложение, оно бесплатно, оно скачивается один раз и не использует интернет.
То есть один раз скачали, установили, все. Больше вам никаких дополнительных средств и там интернета, ничего не нужно. Сразу скажу, его можно установить себе на рабочий компьютер, можно установить ученикам на домашний компьютер, да, это абсолютно без вредоносных каких-то программ. Все это можно сделать. Зачем? Можно давать домашнее задание для как раз-таки выполнять в электронном приложении. Как проверять? Проверять можно либо скриншотом, да, там ученик приносит вам либо распечатку, либо скрин экрана, как все это выглядит. Если вы работаете в школе, это проверяется, есть задания, которые проверяются автоматически, то есть там, если все правильно ученик выполнил, он получает зеленую галочку, если неправильно, там красный крестик или еще что-то. Ну, то есть это уже от задания зависит. Какие задания есть? Задания работы с картами, таблицами, диаграммами, текстом и так далее. Есть картографическая мастерская, где дается карта, да, интерактивная тоже, вы с ней можете работать. Все варианты работы, как в Paint, все инструменты, там заливка, границы какие-то и так далее. Как выглядит само приложение, какие рубрики? Есть рубрика «Атлас», где есть карты из атласа, соответственно, вы их тоже с ними можете работать, приближать, уменьшать. Если вдруг не купили атласы, да, то можно это заменять, вот печатные атласы, заменять такими видами карт. Там, по большей части, тоже все карты, они будут похожи с атласами. Как выглядит сам вот, формат урока, да, как здесь, если выбираем конкретный урок, что мы на нем найдем? Материалы к уроку. Здесь есть материалы к уроку и дополнительные материалы. И, соответственно, и то, что есть в учебнике, и плюс то, что еще и дополнительно как бы, дополняет, да, материал урока, тоже можно здесь найти. Что есть? Это и видео, и аудио форматы, есть схемы, таблицы, графики, диаграммы, то есть для каждой темы, да, какой-то свой набор материалов будет. И самое главное, из-за чего я советую установить это приложение, это интерактивные задания. Что здесь, какие, да, конкретно они бывают на примере? Например, проведение исследований. Дается какие-то разнообразные материалы, мы их там, мы же с помощью мышки, да, их смешиваем, работаем с ними, проводим исследования, смотрим, что получается в итоге. Работа, например, с интерактивными таблицами. Половину таблицы мы заполняем сами, какую-то важную информацию вносим, да, а потом есть еще, например, по народу России национальные костюмы. Нам их нужно переставить в правильное место, к какому, соответственно, народу они относятся. Это тоже как дополнение в учебнике, да, потому что в учебнике национальных костюмов нет. Картографическая мастерская и работа с номенклатурой. Про картографическую мастерскую рассказала, работа с номенклатурой. Дается несколько географических объектов списком, и не вам, ученику, нужно расставить уже по тем местам, да, где они должны располагаться соответственно. Еще до этого было вот две картинки, это 5-6 класс. Есть практическая работа с ориентированием, да, чтобы сделать план местности. Есть компас, ученик идет, ну, с помощью мышки, да, этот компас поворачивает, смотрит, как это все правильно выполняется, и после этого прям там в программе может сделать план местности. Можно проводить там, делать календарь погоды, то есть там есть таблица, там есть иконки солнышко, тучки, можно все это тоже переставлять более в таком наглядном виде, не заводя отдельную тетрадь, можно делать это все с помощью этого приложения. Как его скачать? Можно его скачать с сайта, но это будет сложно, я вам предлагаю другой вариант. Вот в презентации есть вот эти вот ссылки, это вот полярная звезда, всего их приложение 3. Это 5, 6, 7, 8 класс. Но так как у нас содержание немножко сейчас поменялось, 8, 9 класс, я вам говорила про хозяйство, хозяйство осталось в 8 классе. Поэтому сейчас вот приложение, оно работает. Ну, то есть оно для 9 класса тоже для половины учебника будет актуально. А регионов, к сожалению, пока нет. Следующий момент. Вы скачиваете это все с Яндекс.Диска. Это папочка, скачивается папочка, вы находите тот файл, где написано с правой стороны приложение. Нажимаете на него, приложение устанавливается, там обычно пишут либо гео 5.6, да, либо география 5.6, вот такие вот какие-то названия. И главное найти вот справа, чтобы было написано приложение. Находите приложение, установку делаете, все, вы с ним можете работать, ничего в дальнейшем не нужно будет. Эту ссылку или скачать этот же файл, вот папка, которая вам скачалась, вы можете скачать ее на флешку и дать ученикам, чтобы они установили это все дома. Ну, либо дать им ссылку, они сами это скачают и сами это все установят. Это по полярной звезде, по сферам. Учебники сферы знаете, нет? Никто не сталкивался? Знаете, да? Ну, в общем, суть в чем? То, что тоже сферовских учебников сейчас в перечне нет. Но пользоваться ими вот в качестве приложения тоже никто не запрещает. Чем отличается сфера? Это инновационный подход. Все, что могли представить визуально, наглядно представили визуально. И это действительно интересно. Это просто уже на формате работы тоже отражается.
Плюс вот этого приложения, оно тоже бесплатное, оно тоже скачивается один раз, все то же самое. Плюс то, что здесь есть учебник. То есть даже если вы по нему не работаете, вы можете его использовать как иллюстративный материал, потому что там действительно много иллюстративного материала, причем грамотного, качественного и полезного на уроках. Вот оно есть до 9 класса, это приложение. Там тоже есть интерактивные задания, там есть тренажер и так далее. То есть все, что может пригодиться, можете использовать из этих приложений. Что касается еще одного УМК, который, наверное, вам всем известно, УМК Максаковского, знаете? Работаете? Так вот, в этом году тоже прошло глобальное такое обновление учебника, но пока обновление не в теоретическом формате, а в статистическом. Обновилась статистика. Сейчас статистика 2018 года, да, это тоже пока напечатали, уже 2019 год наступил. Статистика обновилась, картограммы обновились тоже, то есть все теперь под более новую статистику. Это первый момент. Рабочую тетрадь уже знаете, сталкивались с ней? Вот, рабочая тетрадь тоже обновилась. Почему это все обновляется? Потому что появился соавтор у Максаковского, это Дмитрий Викторович Заяц. Это преподаватель МГУ, соответственно, он работает в сфере политической географии и занимается изменениями политической карты мира. У нас есть вебинар на сайте, его он очень интересно рассказывает про все те изменения, которые сейчас происходят. Можете посмотреть, вот даже просто для общего развития. Что изменилось в тетради? Из тетради убрали легкие задания, их переместили в контурные карты, которые, кстати, тоже новые. Как и атлас. Вышли атласы, контурные карты вот к этому учебнику. А в рабочую тетрадь добавили задания касаемо подготовки к ЕГЭ. То есть теперь тоже можно совмещать эту тетрадь с подготовкой к ЕГЭ. Что касается атласа. Атласы тоже, вот скриншот сейчас на экране представлен. Это современный подход учтен, да, это яркое оформление, красочное, да, полноценное. Плюс картографический материал сопровождается еще и наглядным материалом. То есть, опять-таки, это все те диаграммы, графики и все, что может позволить расширить эту базу, да, то это все делать. Тоже это все доступно уже на сайте, можно смотреть и покупать, кому нужно и кому интересно. Это альтернатива, как раз-таки продолжение учебника «Сфера», но 5-9 класс учебника сейчас в перечне нет, и 10-11 класс есть. То есть вот кто работал, они сейчас тоже будут дорабатывать уже до 10-11 класса. Суть в чем? Если вдруг вы хотите поменять учебник Максаковского, потому что он действительно уже существует продолжительное количество времени и мог просто, так скажем, надоесть. Если вот вы хотите немножко перейти на другой формат, то можно посоветовать именно такой формат. Но нужно учитывать то, что учебник Максаковского более углубленный по теоретическому содержанию, чем будет учебник «Сфер». Здесь он, конечно, тоже как бы, все те вопросы он нужные освещает, но тоже уже более в такой базовой форме, скажем так. Максаковский подходит и для базовой, для углубленного уровня, соответственно, тоже. Карты к этому учебнику, атлас карты тоже имеются, тоже можно посмотреть. И не буду заострять на это внимание, это учебник «Российское порубежье. Мы и наши соседи». Вот когда все те поручения, про которые я говорила в начале, президента выполнятся, да, и география восстановится в своих правах в 10-11 классе, тогда он, может быть, станет нам полезным. Пока просто для справки, такой некий страноведческий учебник, который может расширить школьную географию 10-11 класса. Это атласы, да, для 10-11 класса, вот, которые к сферам относятся, но атласы и контурные карты, они также подходят к любому учебнику, потому что все те карты, они как бы стандартны для курса обучения, поэтому их можно, безусловно, использовать и с любыми другими учебниками. Что касается вот сборников задач и упражнений, вот тоже это их, как они выглядят, работа с текстом, да, и работа уже по тексту, по заданиям из этого текста. Где-то, наверное, в ноябре-декабре выйдет 3-4 часть, тоже можно будет познакомиться. Что касается подготовки, то мы предлагаем учебные пособия. Я хочу немножко сказать про ОГЭ. Вот как мы уже все поняли, демо-версия у нас изменилась ОГЭ, да? Вот если сейчас вы купите ОГЭ вот в данном виде, 25 лучших вариантов от просвещения, вы попадете на старую версию. Я хочу предостеречь, чтобы сейчас пока этого не делали. Вот для переработки требуется некоторое время. Так как демо-версия была опубликована только в сентябре, переработка только сейчас началась. Да? Без демо-версии мы не могли начинать переработку. Соответственно, переработка занимает 2-3 месяца. Вот в конце ноября, в начале декабря появится уже новый. Как определить новый? Это год. Когда будет 2020, вы можете купить и спокойно быть уверены, что это будет действительно новый, переработанная версия ОГЭ. 2019 – это та старая предыдущая версия.
ОГЭ, ЕГЭ актуален. Даже вот если вы купите 2019, задания останутся все те же самые. Но он новый тоже, уже сейчас можно будет покупать и новые ОГЭ. Также есть справочник для подготовки к географии, где вся теоретическая информация, нужная для экзамена, вот в одном сборнике создана. Тоже на сайте вся эта информация есть. Информация про вебинары, ссылка на плейлист просвещения в YouTube, да, соответственно, там плейлист географии, выбираете то, что нужно. Там вот есть и тот вебинар Дмитрия Викторовича, который я говорила, и также другие вебинары тоже интересные есть. Хранилище файлов для скачивания — это то место, где вы можете скачивать какие-то методические разработки, да, или разработки учителей, которые также нам скидывают, да, свои вещи. Сейчас это только начинает развиваться, это хранилище, поэтому обновляться оно будет постепенно. И сейчас покажу несколько ссылок, которые также могут быть вам полезны, но я про них долго не буду рассказывать, потому что время уже истекает. Это все ссылки, которые могут быть полезны на космические фотоснимки Земли, это астрономические новости, которые сейчас тоже астрономия же развивается, это гидромедцентр и так далее. Вот одно такое приложение, может быть, кто-то уже слышал, Learning Up уже пользовались, нет приложения? Что оно делает? Это портал конструирования интерактивных модулей. То есть, если вы хотите для интерактивной доски или просто для компьютера сделать какое-то задание интерактивное, да, чтобы дети его сами выполнили, вы можете это сделать самостоятельно. Если есть задумки, да, какие-то методические, все это воплощается именно на этом портале. Если вы не хотите делать это сами, вы можете брать то, что уже есть. Другие учителя это делали, они как бы оставили для свободного доступа все эти задания, тоже можно это все использовать. Эта программа не российская, не российского производства, тем не менее она русифицирована, да, и на русском языке тоже можно всем этим заниматься. Там все очень просто. Вот нажимаете на новые упражнения и начинаете уже, так скажем, процесс творчества, да, вставляете свои иллюстрации и все, что нужно. Следующее, также, да, что еще можно добавить, что задания будут здесь не только из России, но и из других стран, так как это общая такая копилка. Что касается космоснимков, так как сейчас тоже это развивается, в ВПР есть задания с космоснимками, значит, тоже с ними нужно работать. Вот это вот сайты, которые могут вам в этом помочь. Картографические ресурсы. Если занимаетесь проектной деятельностью или практической деятельностью с картами, то есть портал OpenStreetMap. Он открытый, он бесплатный, он тоже есть на русском языке, там тоже можно делать карты. То есть заливать каким-либо образом, ставить пометки, галочки и так далее. То есть какую-то работу с картами тоже можно производить. Там есть картографическая основа для всего земного шара. Сайты панорам, да, сейчас панорамы тоже очень красивые. Есть прям отдельные сайты, которые можно использовать, где можно панорамы скачивать. Панорама 360, да, обзор, то есть это новый вид съемки фотографической такой, который очень интересный именно для изучения там, всего такого кругозора. Можно использовать в качестве даже на уроке каких-то показательных материалов. И портал MapMarket. Это вообще портал, где покупают карты, но знакомиться с ними можно и в бесплатном режиме, тоже смотреть какие-то особенности карт. Google Earth, соответственно, тоже одна из таких основных сейчас программ, которая позволяет приближать любую точку планеты и смотреть какие-то особенности гидрологические, и рельефные и так далее. Статистика, сайты, где можно брать прямую статистику. Важно замечание какое сделать, что если нам нужна российская статистика, ну и мировая в принципе, нам нужно учитывать один фактор. В учебниках она всегда будет старая, да, какая бы она ни была, учебник пока напечатается, она уже устаревает, эта статистика. Поэтому нам нужно искать новую статистику. Искать сейчас важно на прямых источниках. То есть, если нам нужна, например, по Министерству, по сельскому хозяйству статистика, да, то мы зайдем на сайт куда? Министерство сельского хозяйства. Сейчас на всех таких госорганах есть сайты с аналитикой и статистикой. И вот там мы можем прям с первого лица, да, взять эту информацию, посмотрите даже, как она там выглядит. То есть там не просто вот эти вот большие таблицы цифр, да, там есть картографические какие-то ресурсы, графики, диаграммы и так далее. То есть тоже в более визуальном виде. Если нам нужна статистика по населению, можно зайти на сайт Демоскоп. Демоскоп — это еженедельник демографический, который также анализирует демографию, он какие-то особенности описывает, и он подводит всегда статистику. Есть еще такой там фишечка, это счетчик населения, то есть каждый день сколько населения проживает в стране. Но здесь вопрос, как они все это считают. То есть здесь уже также можно использовать для развития навыков критического мышления, так ли это правда или не так. Следующий момент — это где мы берем новость. В географии очень много всего изменяется, могут меняться названия, да, могут меняться границы и так далее.
Лучше всего это узнавать с порталов Русского географического общества или с сайтов Международного географического общества, Королевского географического общества. Сейчас очень большое подспорье то, что браузер русифицирует любой сайт. То есть если мы заходим на сайт Королевского географического общества, мы сможем прочитать информацию именно на русском языке с помощью переводчика. Да, там будет немножко ломаный русский язык, но тем не менее какую-то важную информацию подчеркнуть оттуда тоже можно. Ну и такие большие порталы тоже, вот как на сайте, которые представлены, про них тоже не надо забывать. И следующий момент, социальные сети. Да? Социальные сети сейчас перерастают из разряда развлечений в разряд просто рабочей платформы. Да, такой. И на уроках географии тоже можно заниматься моментами, да, которые будут связаны с этими группами. Вот, например, самая популярная соцсеть в России, да, у детей — это ВКонтакте. Вот если мы ВКонтакте в сообществах набираем слово «география», нам выходит больше 100 тысяч результатов. Что там есть? Там есть картинки, там есть иллюстрации, видео, фрагменты, да, какие-то. То есть большой дополнительный материал мы можем там найти. Это первое. Второе, мы можем использовать эти социальные сети в качестве той же самой проектной деятельности. То есть мы разрабатываем, допустим, да, это очень грубый пример, мы разрабатываем туристическую тропу и делаем этой туристической тропе группу в нашей социальной сети. Мы туда карту поместим, мы туда дополнительные материалы поместим, мы напишем статьи по этому маршруту, и тоже это все будет именно в этой социальной сети. Причем чем это хорошо, да, то, что они и так сидят в ней. Так пускай они с пользой и с делом, да, будут сидеть в социальной сети, чем просто так. Это первое. Во-вторых, мы все-таки реализуем свой предметный подход. Да? Мы что-то, ну, группу ВКонтакте мы можем сделать тематическую, мы можем сделать как бы по какому-то событию и так далее. То есть цель этого задания может быть абсолютно разной, но она будет вот реализовывать сразу таких несколько целей. То, что есть в ВКонтакте, есть и в других социальных сетях, это и Facebook, это и Instagram и так далее. То есть при любом, да, так скажем, кому какая соцсеть больше нравится, тот в ней может и работать. Следующий момент — инфографика. Это касается тоже социальных сетей, потому что в них, в группах, вот по касаемо географии, можно найти очень множество таких инфографик. Что такое инфографика? Да? Это когда мы на одном небольшом плакате представляем большую тему. Вот, например, Ленинградская АЭС. Здесь представлено сразу все. И как выглядит Ленинградская АЭС, какой реактор, как само расположение объектов, да, происходит, статистическая информация, картографическая информация. Чем это хорошо? То, что сразу, если мы посмотрим, да, мы увидим только образ, картинку, да, которая в центре располагается. Чтобы познакомиться со всем остальным, нам эту картинку нужно изучить. А когда мы начинаем на нее смотреть, да, интересоваться, как все устроено, начинается тот самый мыслительный процесс, когда и с помощью которого может прийти понимание этой темы. То есть мы начинаем рассматривать, как все взаимосвязано, и приходим к какому-то определенному выводу, как это все работает, соответственно. Реактор показан, как это все действует. То есть тема вся освещена в одном плакате. И это хорошо, и это позволяет именно развивать какие-то познавательные такие умения. Это сложная тема, есть более легкие темы. Да? Например, устройство планеты Земля — это не самая сложная тема, но она в то же время тоже показана в яркой форме, с использованием таких графических каких-то редакторов, что тоже позволяет повысить интерес и понимание, да, того, как это все обустроено. Инфографика хороша тем, что это тоже может быть практической деятельностью. То есть привести из текста, выбрать, точнее, да, из текста сделать инфографику — это отдельный вид работы. Это интерпретирование текста в разряд графического, так скажем, искусства, что тоже можно использовать и как практическую деятельность, да, и какую-то исследовательскую деятельность в том числе, соответственно. На этом слайде представлен промокод, который также, если в магазине нужно будет что-то купить, в просвещении можете его использовать. На этом я заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Если остались какие-то вопросы, я смогу сейчас на них ответить. Если они будут возникать у вас позже, то контакты все есть. На любой из этих контактов позвоните, напишите, и будем уже решать эти проблемы. Презентацию можно скинуть. Там будут все эти контакты. На рабочем столе, да, я оставлю. А вот лист, да, где электронная почта, там галочками, кому нужно отправить методические рекомендации, программы, вы, пожалуйста, мне отметьте. Галочки посмотрим. А? Ну давайте сейчас, да. А туда можно сейчас? Да, туда можно записать. Может, для СПО есть. Я немножко неправильно сделала, я нажала не ту кнопку, и он выключился. Все нормально. Да, давайте.
Что? СПО, может, что-то есть, или там общеобразовательная программа, вот что в Высоковскую. Да. Не, ну смотрите, это вы почитайте сферы учебник. Я могу вам тоже по содержанию скинуть презентацию. Да, там, может быть, он даже лучше подойдет. Да. Включены, можно вставку поставить, сферы, Это как? делаем. А, нет, я уже включила. А тут единственный пароль. Знаете пароль? Место России в мире, потом третье место России в мире, Сейчас так, ну прям. Да, на флешечке. Так, вам программа, да? Вот именно вашу презентацию со всеми ссылками. А программ не надо? Нет.